весной 2014 года у меня в подчинении 400 плюс-минус человек, служебная машина и там, офигенные привилегии. Через 2-3 месяца ты в Нью-Йорке ищешь работу, и тебя даже официанты не берут. Когда люди зарабатывали в неделю $1006, это сколько я зарабатывал в месяц. Как так получилось, Тимур, то, что ты был водителем своего трака и вдруг стал директором там, в течение года этой компании? В тракинге или в IT, или там в любой сфере тебе рассказывают, как классно те люди, которые там урвали и зарабатывают, или одни из первых были. Но ты мало слышишь людей, которые приходят и жалуются. Какие направления сейчас популярны среди кыргызов, которые здесь начинают свой бизнес? Всем привет! Это наш первый выпуск из Америки. У нас в гостях Тимур. Привет, Чингис, с приездом. Приветствую, спасибо. Вот честно скажу, Тимура вижу в первый раз. Впервые Я видите? думаю, аналогично, да? Да. Расскажи, Тимур, чем занимаешься в Америке? Чингис, во-первых, добро пожаловать. Мы буквально поговорили 2 минуты перед этим подкастом. Первый раз в Америке, я думаю, тебе очень сильно понравится. Все, что можем, покажем. Я и многие друзья, наверное. Я руководитель компании iTeam Group. Мгм. Это холдинговая компания многих других направлений и видов деятельности. В основном я все это люблю говорить, то, что мы бизнес-менеджмент компания. То есть в нее входит уже много разных отраслей, направлений. У нас есть офисы как здесь, так и в других странах, также obviously, и в Кыргызстане, Бишкеке, в Аше. Но наше основное направление, наверное, помочь среднему и малому бизнесу развиваться через разные продукты, будь то это финансовая помощь, IT-помощь, консалтинг, менеджинг, аутстаффинг, ну, и любая форма помощи, которая им нужна. Так, Тимур, я Запутанно? вообще не понял, честно скажу. То есть выглядит так, как будто у тебя контора на любой вкус и цвет, лишь бы вот ты хотел что-либо начать. Очень похоже, очень близко. Сначала, Ну, это давай прям тогда, как-то давай, слишком наверное, широко. это широко. Давай, наверное, начну с самого начала, когда я сюда приехал. Мы сюда с супругой переехали в 2014 году, то есть уже 10 лет, 11 год пошел. Мгм. И, как и большинство наших иммигрантов, obviously, мы работали на очень-очень таких первоначальных работах. Я работал официантом, она работала какое-то время официантом. То есть начинали с самого нуля, без никакого там бэкграунда или Сколько вам каких-то лет гигантских было? инвестиций. Так, тогда нам было по 25 лет. И как попали сюда? Или А, просто так билет купил? Нет, взяли визу. Как это у нас принято? Я здесь закончил школу в Орегоне в 2007 году. Был студентом по обмену, приехал на год, отучился, уехал. И вот с тех пор у меня как-то, не знаю, вот отпускало. в душе, в сердце я всегда как-то думал, то, что, наверное, здесь вот страна возможностей, я здесь чувствую себя хорошо. Уехал Мгм. домой, женился, построил карьеру. Вот в Мобулаке очень долго работал. Пару бизнесов в Кыргызстане поставил, и стало как-то немножко тесно, и решили Так что за попробовать. бизнесы в Кыргызстане у тебя были? Бутик, наверное, даже не бутик, Одежда? полбутика, да-да-да, с Турции и перепродажа всякой всячины с Китая и из других стран. В принципе, в 20 лет, по-моему, большинство людей этим занимается. Сейчас это байеры называется. Бутик в Бишкеке? Да. Окей, без Инстаграма, без ничего, все оффлайн. Нет, тогда уже был Инстаграм, тогда вот А. только задатки Инстаграма были, потому что да, вот всякие поп-ап-сторы были в Мгм. кофейнях, лофт и так далее. Я не знаю, сейчас лофты есть или нет. Нет, Инстаграм только зарождался, Твиттер только зарождался, и не без их помощи тоже. Понятно. Что вообще с этим бизнесом стало? Сколько вложил, сколько вытащил? Который в Плюс-минус. Кыргызстане первый? Да. О, это было что-то в районе, там, может, $2000. На тот момент это было где-то 100 тысяч сомов по тем меркам. И... Да, я помню этот прекрасный курс. Да, В вот это 2014 40. году все резко Да, изменилось. и вот, получается, возили... Сначала мы начали с бижутерии. Мы начали Мгм. возить с дорогой бижутерии, смотрим, слушай, маржа классная, как и многие делают с вещами. Понравилось, потом мы такие, окей, мы, наверное, сделаем это чуть лучше, чем другие. Лучше упаковка, лучше презентация, лучше дилы. И пошло-поехало, начали уже потом заказывать с Китая. Это чуть меньше года занимались этим, потому что уже переехали сюда. Но даже тогда было интересно, я помню, я магнитики резал. Вот сейчас новая мода вышла, вернее, старая мода вернулась. Фотомагниты. Вот я Мгм. лично помню, я нашел возле ЦУМа одного парня, у которого принтер был, который Мгм. мне вот так клеил, распечатывал, фотка клеил, и я дома сидел и вырезал, мне до сих пор фотки есть, собирал, и в Твиттере продавал их желающим, взяв фотки с их Инстаграма. Занимался
Мне просто В общем, интересный был процесс. всем практически. Но ты вложил $2000. Мгм. А за год ты вытащил их, заработал? В то время мало было финансовой грамотности, в то время было мало планов, и все, что вытащил, я уверен, то, что я просто потратил на какие-то хотелки. В Не, общем, вру. ты не заметил этих денег. Подожди, вру. Мы взяли ипотеку, первую нашу квартиру на политехе, и ипотеку вместо того, чтобы закрыть там за 7 или 8 лет, мы закрыли за 1,5 года, благодаря вот этим каким-то лазейкам тоже. Слушай, ну тогда это уже Да, очень вот щас круто. вспомнил. Второй бизнес? Второй бизнес, это, если говорить про Кыргызстан, как раз это был через, помнишь, был такой проект Бисмарт? Бисмарт, помню, купоны, но купоны. что-то он там как-то... Где-то везде купоны, тогда это в то время было очень, очень выгодно. И в итоге мы брали товары с Китая, брали товары с Турции, и по Бисмарту, через Бисмарт, вернее, продавали их онлайн. Как бы онлайн-магазин типа был. Мгм. Вот как раз эти два бизнеса и помогли сколотить небольшую сумму, закрыть, там, купить машину, закрыть ипотеку и мало-мальски набрать средств, чтобы попробовать себя здесь. И сколько нужно было средств, чтобы попробовать? Но мы сюда приехали, в кармане было около 3 или 3,5 тысячи. Точно было меньше 4 тысяч. 3 или 3,5 тысячи долларов было, когда мы сюда приехали в 2014 году. Без в Нью-Йорк. детей, с женой. Старшая дочка была в Бишкеке Мгм. до нескольких лет назад, потом она приехала сюда к нам. Но да, первое время мы были без детей, потому что, честно говоря, мы даже не думали, что мы останемся сначала. Но, как получается, очень многие сейчас меня поймут, приехали сюда, попробовали, посмотрели, решили, слушай, давай здесь попробуем дальше свою жизнь строить, и легализовались, и начали уже строить здесь бизнес. Вот не складывается картина, Тимур. Вот ты там попробовал себя, Мгм. ипотеку закрыл, машину. Все у тебя вроде бы как хорошо. Мгм. И вдруг ты решаешь уехать в Америку. Все-таки обычно что-то происходит, что-то Нет. побуждает. Или просто вот Ни о чем. Даже сейчас я скажу, все здесь хорошо, отлично, но и даже сейчас мы частенько подумаем о том, чтобы попробовать себя где-то еще. ну, то есть у вас такой просто тип, когда вы на одном месте долго не можете. На одном месте долго не можем застаиваться, я бы даже сказал. Мгм. Именно. Я не говорю то, что я здесь всего добился. Конечно, есть еще куча всего, что можно добиться, но приходит момент, когда смотришь, что еще тебе хочется здесь сделать Мгм. и что это тебе страна дает. В данный момент, последние годы немножко здесь тяжко было в плане детей, образования. Подожди, Тимур, к Какой-то этому политики. вернемся. Хорошо. Давай, хорошо. 14 год, ты Давай. приезжаешь, все сложно, да? Или как? Не, относительно. В 2014 году сложно как? Сложно ли было сразу уйти с хорошей должности в Кыргызстане? Слава богу, там и должность хорошая была, и все хорошо было с деньгами. Сложно ли было с того образа жизни сразу окунуться в быть официантом? Ну, может быть, недельку-две было сложно, но потом я знал, во-первых, куда я иду, и Мгм. я сюда шел с желанием. То есть просто дать вам пример. Скажем, весной 2014 года у меня в подчинении 400 плюс-минус человек, служебная машина и там, офигенные привилегии. Через 2-3 месяца ты в Нью-Йорке ищешь работу, и тебя даже официантом не берут. Разница была огромная. Было ли тяжело? Ну, конечно, в какой-то степени было тяжело, но я же знал, что я не буду всю жизнь это делать. Я знал, что не знаю, несколько шагов нужно сделать хотя бы для того, чтобы дойти куда-то. Поэтому относительно тяжело, может, было в отношении ко мне, но было ли легче в целом? 100% было легче в целом, чем сейчас ребятам, которые приезжают. Да. Почему? Конкуренция была? Конкуренция, гораздо более строгие правила, в принципе, чем это было 10 лет назад, и в чем-то даже поддерживаю, во многом, честно говоря, даже поддерживаю. И на самом деле вот эти соцсети, которые за 10 лет создали нереальную иллюзию здесь, то, что можешь приехать за год здесь вот так по щелчком пальцев заработать гигантскую сумму, как это показывают в Инстаграме, в Ютубе, это очень многих сбило с толку. Я сюда не ехал за вот этой какой-то иллюзией. Так получилось, то, что через много лет упорной работы мы добились чего-то, и сейчас можем этим гордиться. Тогда не было того, то, что я приеду, все, у меня через год должна быть там, не знаю, машина, дом, компания. Такого не было. Расскажи про вот эти первые годы. Вот ты официант, сколько ты зарабатываешь, как произошел карьерный рост? Как официант я зарабатывал что-то в районе, не что-то в районе, это $8 в час. Работали мы по 12-14 часов. Мы кейтерингом занимались, мы официанты были на банкетах. Не просто в кафешке, а вот на банкетах, хотя разницы особо большой нету. И в то время как раз вот было большое количество беженцев с Украины из-за Крыма, да,
И вот мы небольшой командой, кыргызы, украинцы, там иногда были другие национальности, но в основном это вот были мы, и ездили по разного рода мероприятиям. В основном это было 2 хороших отеля, и мы там обслуживали. Мгм. Честно, вот на камеру говорю, я это много раз это говорил, ни капельки стыдно абсолютно не было. Мне вот реально интересно было. Мгм. Потому что именно через, наверное, официантскую работу, я потом барменом стал, именно через ежедневное общение и через тесное соприкосновение с культурой американской местной, Мгм. мне, честно говоря, легче стало. Язык быстро выучил, но я его знал более-менее нормально. Культуру, до той степени, то, что ты приходишь в кафе, можешь нормально себе, как человек, заказать что-то, Мгм. знаешь правила, знаешь, что, какое блюдо обозначает. Вот эти мелочи, вроде бы кажется, зачем они нужны, но они помогают тебе ассимилироваться в принципе в В общем, культуре. ты интегрировался быстрее А, благодаря своей первой работе. да, да. Что потом происходит, что ты становишься барменом, и насколько это как бы меняет твое положение в Америке? Это было то же самое место, Мгм. тот же самый отель, Алегрия в Лонг-Биче находится, Лонг-Айленд-Бич, сори. И поменялось, честно говоря, качественно ничего не поменялось, зарплата была та же самая. Мгм. Просто я, наверное, уже общался один на один гораздо с более интересными людьми. Поясню. Раньше это официант, получается, вот, ну, как свадьба, да, идет свадьба, ты Мгм. приходишь, просто, не знаю, даешь блюдо, чистишь, уходишь. Смены блюд. Да, и все, тусуешься со своими, там, с шефами и так далее. А здесь, когда ты бармен, ты один на один разговариваешь со своими клиентами. Было Мгм. тяжело. Не все тебя понимают, не все тебя признают, но было все равно подавляющее большинство людей были открытые, добрые, которые рассказывали о своих каких-то проблемах, сочувствовали и всегда давали какие-то советы. То есть это личностно, наверное, было... Это одна из моих самых любимых работ была барменом. А для чего ты пошел в бармены, если это не сулило финансовой выгоды, и плюс наверняка пришлось чему-то учиться, ведь там нужно коктейли делать, бутылки подбрасывать, на Это это было тоже как раз нужно время. именно маленькое развитие. Это маленький шаг был, Мгм. который чуть больше мне, опять же, открыл двери к американцам. И второе, как ты правильно заметил, уже какие-то скиллы есть. Ты знаешь, Мгм. какие коктейли делать, ты знаешь, как там кассу вести, ты знаешь, как эти отчеты. Это все равно было чуть лучше. И в то время, в 2014 году, когда мы только сюда приехали, опять же, не было каких-то грандиознейших планов. Вышла возможность, opportunity, да, зарабатывать, может на чаевых чуть больше зарабатывали. Мгм. Но это было, бармен чуть-чуть выше стоял, чем официант, и чуть больше развития там было. Ну и пошел туда. Хотя это та же самая контора, то же самое место. И те же самые деньги. Те же самые деньги были, честно говоря. Может, опять же, может, по типам, по чаевым чуть больше было, но ничего такого гигантского Это вот другого не было. первый год все происходит, да? Это первые 1,5 года, да. Что потом? Потом меня увольняют. Меня увольняют с бармена. Ага. Ну, там, не только меня, но тем не менее. Получилось так, что я потерял работу. Да, меня попросили уйти. И А как это здесь происходит? Они платят парашют или просят написать не, заявление, или просто на следующий день ты уходишь? мы же здесь Ты были... был официал, не официал. Здесь вот четко, чтобы расписать. Работали мы все официально, но мы работали не как штатные сотрудники, а как ЧП, да, ИП, как у нас в Кыргызстане. То есть наемный по контракту. Там, по Окей, сути, никаких нету обязательств. законов, обязательств. Да. То же М. самое, как и в большинстве компаний. Нас просто говорят, слушай, все, больше смен нету, или больше там часов не даем. И в итоге месяца 2 просидел без работы, придумывал кучу разных каких-то стартапов в голове, что-то пошло, что-то не пошло. И вот мы с другом, с Мирзатом Бегалиевым, привет, Мирзат, если слышишь, мы открыли с ним первую консалтинговую компанию, ну, нашу первую. Это кыргызская, она называлась КАС, Kyrgyz American Consulting Company. Вот что называлось. У нас офис был в Бруклине, и мы помогали Открыл бизнесменам. человек, который работал официантом Да, и барменом. Вот именно. А здесь же нету такого, то, что если ты официант или бармен, ты умнее или тупее. Здесь, честно говоря, в стране, вот сейчас, наверное, для меня норма стала, для многих, может, это как так, но ты можешь быть очень умным и быть, да, там, грузчиком и чувствовать себя хорошо. И точно так же наоборот, ты можешь быть, не знаю, успешным бизнесменом и таким туповатым, знаешь. И нет, разница была в чем? Вот у Мирзата было есть очень большой опыт в своей сфере. У меня был большой опыт в своей сфере в плане именно вот это любопытство и желание дойти до, не знаю, до конца или что-то, Мгм. дойти до поинта. Эти вещи нам помогать другим в их делах. То есть мы уже были консультантами людям, которые только приехали или которые не знают то, что знаем мы. Мгм. И вот сколько мы? Полгода где-то? Нет. Чуть больше полгода работали. Дела были
так себе, скажем. Клиентов было очень мало. Мы тогда еще совсем зеленые были, я признаю. Мирзат, я не знаю, признаешь или нет, я признаю, мы были зеленые. Не совсем пошло, и в итоге я продал свою долю ему и Мгм. ушел в наемную работу в транспортную компанию в Нью-Йорке. Ну, я так понимаю, о каком-то большом заработке здесь не стоит говорить. Да, нигде большого заработка не было. Даже и в Чикаго, по переезду в Чикаго тоже большого заработка не было для начала. И ну, это было так потихоньку, капля-капля. Вот ты сказал, что переехал с супругой, верно? М? А что она делала в это время? Первые несколько месяцев работала кассиром в магазине, то есть продуктовый магазин. Она работала кассиром. В итоге я сказал ей уйти, потому что было, ну, это продуктовый магазин, а здесь скоро ты заметишь тоже, насколько холодно в этих магазинах. Очень холодно. Они держат температуру очень прохладную, чтобы продукты не портились. В М, итоге я сказал, нет, слушай, давай что-то другое искать. Потом она пошла в цветочный магазин, работала флористом. Тоже, это постоянно заходить в холодильник с цветами холодно было. Пару раз выходила со мной на официантство, ей не особо понравилось. И в итоге она устроилась в одну в классную пиццерию кассиром. Но это не такая стандартная пиццерия. Там уникальная пиццерия была на первом этаже отеля Плаза на 5-й авеню. И знакомые, потом ставшие знакомые, открыли эту пиццерию, и она там работала, я не знаю, по-моему, 2 года работала до нашего переезда сюда. Понятно. Ну, вернемся к тебе. Итак, ты продал свою долю, Мгм. переходишь снова в найм. Перешел в найм. Работал я, вот Бек сидит здесь, работал я у Бека, у его партнеров, мы вместе все работали, и Кем? оператор-диспетчер, то есть, по сути, телефон отвечал, это тебе надо было направлять водителей на определенные заказы, диспетчер. Мгм. Потом, Ну, траковая вот служба, да? там это не траковое было, это по Нью-Йорк-Сити ездили машины, которые возили больных, так сказать, я не хочу их так назвать, но больных по докторским встречам, то есть государство. Вот Такое есть. да. Причем оплачивало все это государством или страховкой. Вот тебе нужно пойти посмотреть, я не знаю, сходить к доктору минимум там 4 раза в месяц, Ну, каждую встал и неделю. пошел. А если у тебя есть правильная страховка или если ты сидишь на бенефитах, за тебя это оплачивает государство. Они нанимают нас, чтобы мы подъехали к тебе, подняли тебя, отвезли к доктору, подождали, ну, если это быстро, или обратно приехали, забрали тебя, отвезли домой. Мгм. Шок, да? Шок полный. Ну, то есть это какие-то совсем тяжелые случаи, когда люди не могут ходить? Или Нет, там были люди и на колясках, но большинство людей были просто те, у которых есть привилегии пользоваться этой страховкой. Там тоже было очень много фрода, там тоже есть очень неправильное использование денег, но система позволяла делать такое, и это было нормой. У них в голове, я так предполагаю, у государства местного в Нью-Йорке было так, то, что есть люди, которые живут в районах, где нету метро, где нету машин, вернее, такси, у людей нету денег на свои машины, а доезжать до докторов надо как-то самим. Диализис или какие-то операции. И вот страховка всегда оплачивала им эти транспортные расходы. окей, ладно. Вот. Я реально не знал, что такое бывает. До сих пор есть. Просто в Чикаго этого меньше, потому что у города субсидий на такие программы меньше. В Нью-Йорке все-таки есть абсолютно все. Больше денег. Окей. На тебе еда, на тебе машина, на тебе квартира, на тебе даже помощницу, которую оплачивает государство, чтобы она помогала, присматривала за тобой. Окей. Дальше. Дальше. Потом ребята, владельцы этой компании, увидев, что у меня чуть лучше получается, в принципе, с развитием, потом я перешел на маркетинг слэш там development, то есть мы начали изнутри компанию растить, как правильно нанимать, как правильно ставить структуру, как правильно ставить менеджмент. Я, слава богу, в Молбулаке от Бабура научился этому всему, и мы смогли это имплементировать и быть гораздо эффективнее, чем многие наши конкуренты. Потихоньку и мы выросли, честно говоря, вот за 2 года работы там с маленького места, там у нас даже офиса своего не было, у нас просто место в офисе было. Доросли до офигенного, крутого офиса, большой компании с бенефитами. Ну, все вместе, всеми усилиями ребята в первую очередь сделали классную компанию. После этого уже переехал в Чикаго с мечтой зарабатывать миллионы на траках. Мгм. А почему уходишь оттуда уже из этой компании, где ты, Да. в принципе... Да. Это здесь чисто деньги повлияли. И слава богу, я здесь жену благодарю, то, что она меня вынудила в какой-то степени. Я в Нью-Йорке сидел, работал, получал энную сумму, гораздо больше, чем многие тогда получавшие. И все было хорошо, зона комфорта. Все классно, живем. И тут
Балдыская, да, родная сестренка жены, которая с нами раньше жила, уехала в Чикаго, и она видит, она диспетчер траков. И она видит, она такая, Тимон говорит, здесь люди, сколько тогда люди зарабатывали в неделю $1006. Это сколько я зарабатывал в месяц. И я такой, не может быть. Я прекрасно этот день помню. И она раз скидывает мне фотку, говорит, вот, братишка, там на несколько лет младше тебя, говорит, столько-то заработал. А я такой сижу, думаю, но мне же здесь хорошо. И тут жена такая, давай, ты здесь тоже уже застрял 2 года, сколько еще можно так работать? Жены, Давай. да, у них есть какая-то вот эта потайная функция, да? У моей точно стопудово есть. Она вот все, что произошло, на разных интервью говорила, здесь тоже скажу, все, что произошло хорошее, все благодаря жене, а не то, что она пушила. А нам, мужикам, лично за себя говорю, в зону комфорта попал, сидишь, классно, что, не трогайте меня. Окей, знакомо. Так. В итоге я сижу и я принял решение, все, мечты, классно. Я до этого был в Чикаго, мне не понравилось, после Нью-Йорка мне не понравилось, я говорю, нет, я не поеду туда. Потом в итоге добровольно, принудительно решил переехать. За 4 иксами. Да. Сдали квартиру, взяли в охапку собаку свою, сели в машину, взяли прицеп, закинули свои вещи и приехали в Чикаго. Угу. Пошел я сдавать на права, я получил права в Майами, получил права дальнобойщика, сел за трак, это я вкратце все рассказываю, сел за трак, покатался, не понравилось. Это который год уже? Это был 16-й, Угу. 16-й год, да. 16 Ну, видел эти деньги? $6000 в неделю. Были, но мне же никто не говорил про расходы. Ты можешь и 50 тысяч зарабатывать, если расходов 49 тысяч, какой смысл? И вот купил я трак первый свой, благодаря вот ребятам с Манас Экспресса, где я работал. Купил свой трак первый, сразу сел как владельцем трака. И, То есть ты с той работы уволился с деньгами, и на эти деньги купил трак, и сразу же начал на своем траке ездить? Или я Нет, неправильно понял? С той работы я когда уходил, я не заработал большую сумму, у меня были там накоплений несколько тысяч. В Нью-Йорке тяжело на самом деле копить деньги, учитывая, если грамотность финансовая не ахти тогда была. И опять же, оговорюсь, не то, что грамотно финансовой не ахти было, я неправильно рассчитывал всю обузу кредитных карт здесь. Здесь же так, открывай кредитную карту бесплатно, сразу тебе там 1000 поинтов там, 5000 поинтов здесь, год можешь без процентов платить. И вот так вот попадаешься, думаешь, мне нужно машину купить, мне нужно одежду купить, нужно мне компьютер новый купить. И вот так вот ты смотришь и... Они тебя чуть-чуть так расслабляют, да, в плане денег, и ты так... Не думай, раз карточку свайпнул, а ты всегда проверяешь свой дебетный счет, такой смотришь, там есть там чуть денег такой, нормально. А когда проверяешь кредитку свою, думаешь, я уже в минусе. В итоге я уехал с Нью-Йорка в минусе. Я был в минусе. И одна из причин устройства на траке, это как раз и было закрыть все свои долги и купить недвижимость. Какой минус у тебя был? По кредитным карточкам минус, если считать down payment, да, первоначальный взнос за трак, то где-то 1030 было минус. 14 тысяч. Да. Нет, 30 тысяч. 30 да, тысяч. Потому что из них 1010 я дал первоначальный взнос за свой первый трак. Понятно. Сори, если я что-то не слышу, просто вот этот нормально. Ночной перелет, я оттуда сразу сюда. Сразу сюда и сразу на такие темы разговаривать. Ну, интересно. В итоге... Зачем ты сразу трак купил? Вот, кстати, почему теперь мы этим занимаемся? Тогда никого не было, который отговаривал. Тогда не были, такие люди были, то, что я их не виню. Это было так, что покупай трак, садись, будет классно. Покупай трак, садись, будет классно. Сейчас, через 10 лет, я знаю, что это не классно, и сейчас мы как раз и такой консалтинг не проводим людям. Когда приходят и говорят, брат, тебе 50 тысяч, я хочу трак купить. Не-не-не, подожди, ты знаешь ли это, и, честно говоря, 9 из 10 уходят от нас, они такие, окей, спасибо за совет, я не буду такую ошибку делать. Полно людей сказало. То есть тогда не было. Какие ошибки ты сделал? Почему? Во-первых, купил сразу трак, не зная, сколько будет расходов, и не имея плана правильного. Потому что тебе рассказывают, как классно в тракинге или в IT, или там в любой сфере, тебе рассказывают, как классно те люди, которые там урвали и зарабатывают, или одни из первых были. Но ты мало слышишь людей, которые приходят и жалуются. Это вот есть такое, жалующихся людей гораздо меньше, чем тех, которые хвастаются своим бизнесом. Соответственно, была дезинформация. Я не скажу, что я там прогорел и так далее. Я все еще... Это и был мой первый фундамент на все, что я сейчас имею. Тракинг. Но я тогда пожалел, что я чуть лучше ресерч не сделал и чуть лучше сам, в первую очередь, не потратил время на поиск информации. Я как доверился людям, деньги делают, я такой, все, я иду.
Ну так в чем ошибки были, Тимур? Ошибки были в том, опять же, смотри, я должен был сначала, наверное, поработать на компанию, как компанейский водитель какое-то время, нежели покупать свой трак. Потому что на компанейской машине ты получаешь как бы зарплату, да, сколько ты проехал, сдельная, а все расходы на компании. Компания там маломальски большая, может себе эти расходы позволить по своему там кэшфлоу. А когда у тебя свой трак, и ты вот так вверх-вниз, трак то ломается, то ездит, то ломается, то ездит, очень большие разрывы были в кассе, в кармане. И эти разрывы как раз и, наверное, еще больше стресса делали на то, чтобы ты выезжал в дорогу побыстрее, на полуубитом траке, и еще больше себя вгонял в долги, и окончательно потом уже, слава богу, нас это не дошло, но потом уже в минус, и банкротство и так далее. Так что нужно... этот трак был бэушный, что ли? Конечно, да, бэушный, потому что, sweet spot, я до сих пор всем, опять же, клиентам говорю, первые несколько траков свои, если только лезешь в этот бизнес, есть sweet spot на 2-3 года. То есть, если сейчас 25-й год, то покупайте траки 22-23 года. Это как раз, когда вот эта вся наценка на новый трак вся уже используется, израсходуется, а когда уже хотя бы какие-то компоненты будут проверены и, может, даже починены, да, и по цене это более-менее нормально. Нежели... Тогда я купил трак за 50 тысяч, новые в то время стоили 120. То есть это гигантская разница была. И мы говорим, траки есть, которые были построены в понедельник, и есть те, которые были построены в пятницу. Это наш такой прикол, да, между всеми в трак-индустрии. Потому что одна и та же модель, один и тот же год, один и тот же завод могут настолько сильно отличаться своими косяками. Там очень много компонентов. Вот откроете дизельный трак, офигеете, насколько там много всего в этом моторе, и сколько систем разных есть. И вот какая-нибудь маленькая пипетка может тебе стоить не сама она, а вот работа и все последствия, которые приведут к большому ремонту, реально стоят. Самый первый инвойс, который я получил за ремонт трака, было 6 с чем-то, почти 7 тысяч долларов. Самый первый, у меня глаза, я говорю, скольколетний трак? Двухлетний был. Это 2013 года, я до сих пор помню, Volvo, да, 2013 года я взял его, там 300 тысяч миль было. Опять же, это был, мой первый трак был тот, который был построен в понедельник. В 2,5 раза дешевле он тебе обошелся. Да. И всего 2 года проехал. Да, 2 года. 2 года, максимум 3. Ну, сейчас чуть тяжелее из-за того, что после ковида сильно спрос и предложение, разница в них очень разошлась из-за того, что не было компонентов, не было чипов, не было компьютеров, и спрос был гораздо выше, чем предложение, поэтому сейчас разница может не такая большая, как была тогда. То есть сейчас в 2 раза дешевле ты не купишь двухгодовалый трак. Ну, все равно купишь на 30% минимум дешевле. Окей. Вот. Хорошо, продолжай так. Сел у тебя там инвойсы, простаивает. Какие цены? Платежи в банк? Да, платежи в банк приходится делать, если не сделаешь там кредитная история, штрафы. Такого желания вообще не было. В итоге оплачивал, где-то берешь в долг, отдаешь, идешь на вместо 2-недельного рейса, идешь в рейс на месяц, потому что надо деньги отрабатывать. В итоге я поработал так чуть меньше полугода. Сразу говорю, когда я шел работать туда, как это и было во многих других бизнесах, которые я сейчас расскажу, я всегда начинал с самого нуля, чтобы понять, где могут быть проблемы, и, в принципе, как работает система. И вот моя работа, хотя бы полгода тракистом, очень сильно помогла мне в дальнейшей карьере именно в тракинге и в логистике. Потому что я не тот человек, который в офисе всю жизнь сидел, какие-то законы придумывает, ни разу не садившись за руль. И, соответственно, мне это очень сильно помогло. Общаться с водителем, общаться с клиентами, общаться с компаниями на их языке, потому что я сам через это все проходил. Вроде полгода немного, но, поверьте, в полгода тоже достаточно для того, чтобы, в принципе, понять систему. Ну, я так понял, ты в минусе вышел из этой темы. Нет, в минусе... Я, кстати, потом уже не выходил. В итоге я потом ушел генеральным директором в эту же компанию, Манас Экспресс. Мы начали развивать ее, классно развили ее. И я на свой трак просто посадил водителя, и в минусе точно с тракинга я не выходил. Я просто к тому, что мне было бы, наверное, легче изначально сделать анализ и правильные решения делать. И опять же, это мне повезло, то, что я в минусе не вышел. Как-то получилось. Но я знаю подавляющее большинство людей, которые начали бизнес с одним траком и без нужной консультации или без нужной помощи информации, они все прогорели. У меня тоже есть один друг, он буквально в прошлом году
прям горел этой идеей, по-моему, запустил, слава Мгм. богу, я не вошел, и, по-моему, он сейчас занимается другим. Ну, вот, поэтому мы как раз сейчас в тех нишах, чуть позже, когда начнем о компании говорить, в тех нишах, где люди сейчас приходят к нам, начинают тракинг, начинают ресторан, начинают real estate, начинают какой-то бизнес, они приходят к нам, и мы им весь свой опыт, все свои знания, все свои коннекшены, все им даем для того, чтобы они таких ошибок уже не делали. Поэтому у нас такой разношерстный бизнес. Как так получилось, Тимур, то, что ты был водителем своего трака и вдруг стал директором там в течение года этой компании? Что произошло? Ты А, сидишь на рейсе и вдруг заходишь в офис и говоришь, вот он я, вы меня ждали? Ребята уже знали, что Медет, Савын, Талгат, они уже, ну, во-первых, мы уже были хорошо знакомы, они знали мой бэкграунд. Э, Полгода работы на Уолл-стрите, который я не особо люблю афишировать, потому что сразу начинается, вот, ты, значит, там такой жизни жил. Нет, на Уолл-стрите было Подожди, очень когда мы простая жизнь. Уолл-стрит Это было в Нью-Йорке. пропустили? Это настолько это настолько тяжелое время было для меня в какой-то степени, что я часто даже об этом не говорю. Ну, полгода проработал на Уолл-стрите, 44 Уолл-стрит, прямо возле Нью-Йорк Stock Exchange. Мы работали в финансовой компании и предлагали финансирование для компаний, которые выкупают друг друга. То есть один магазин или одна фирма выкупает вторую фирму, мы предлагали им кредиты, и мы должны были правильно сделать это acquisition. То есть мы должны были проверить обе стороны, все ли будет интересно. Это Но это был какой такой год? мизер. Это Э? был как раз 15-й, это было перед тем, как я устроился в транспортную компанию. Я говорю, это было с марта 2015 года где-то до лета какого-то месяца лета 2015 года. То есть это было примерно вот полгода, меньше, Мгм. может. Окей, так. И из-за того, что в Нью-Йорке вот компанию транспортную вместе с ребятами подняли, из-за того, что в Бишкеке очень много проектов было, и, в принципе, люди знали обо мне, и владельцы компании Monarch Express тоже знали, что есть скиллы, которых у них нету. То есть это именно скиллы из корпоративного мира. Никто из них не работал в какой-то большой фирме, компании. И в итоге, придя туда, мы разделили четко, кто чем будет заниматься. Я на себя взял ежедневную операционку, выстроили все процессы, выстроили правильную структуру по менеджменту. Мы одни из первых были, которые открыли офис в Кыргызстане. Помню, в 3 ночи приезжал... В Твиттере я всех набрал. В Твиттере я набирал людей. Первые 12 человек были все саутса. Все, абсолютно. И мы взяли офис первый в Ололо у Данияра на Держинке, и я в 3 или в 4 приезжал в офис ночи здесь, в Чикаго, чтобы там было 3-4 дня, и обучал их по скайпу. Тогда зума еще не было, по скайпу мы их обучали, что такое диспетчерство. Это было... Мгм. Мы первые были, которые вообще аутсорс открыли там. И, ну, сейчас уже это не новость, сейчас уже сотни компаний так делают. И в итоге, вот, да, мы вырастили компанию с 16 года по 18, ну, примерно за 2 года мы из 12-15 траков, что ли, сейчас, don't quote me, я не помню, сколько точно было, но стали под 100, где-то 80 с чем-то траков было. Купили здание в Харве, одна из первых кыргызских компаний была, которая купила свой терминал, свое здание, отремонтировали, сидели там, и вот Что-то очень крутые грохнул бизнес. плюшки за 2 года только потому, что вы открыли офис в Бишкеке. Что-то еще вы должны были сделать такое. Я же говорю, опять же, из-за того, что у нас ограниченное время, у нас всего лишь 2 часа есть, и можно рассказывать по 2 часа за каждый проект, но Мгм. крутые плюшки были в 2 вещах. Первое, команда работала хорошо, то есть Медет занимался полностью траками и шопом, да, СТО. Мгм. Саган занимался полностью страховкой и там, брокерами. Талгат занимался аккаунтингом, я занимался ежедневной safety и ежедневной operations. В итоге мы четвером смогли просто чередой правильных решений и хорошим риск-менеджментом смогли за 2 года это сделать. И, ну, это даже сейчас в Америке это норма. Окей, хорошо. Но потом грохнул кризис в 2018 году, именно transportation кризис у нас по логистике. Мгм. В итоге, если мы раньше зарабатывали условно $100, то в 2018 году, после рецессии, после того, как у нас очень сильно упал маркет, в 2018 году мы начали зарабатывать вместо 100, ну, примерно $60, а расходы остались на $100. И в итоге огромное количество компаний просто одна за другой начали закрываться, объявлять банкротство и просто не выживать. В том числе мы были на грани распада в Monarch Express тоже.
потому что нас, опять же, 4, мы начинаем с друг другом, каждый в свою сторону, каждый друг друга начинает винить. Тяжелые времена были, но мы разделились на 2 компании. KGZ Транспорт, это куда я с Медетом ушел, и с Агын Сталатом остались Манас Экспресс. 1,5-2 года было крайне тяжело. У нас действительно было очень тяжело. В прямом смысле мы бургер делили на 2, потому что не было денег. Надо заплатить водителям, надо заплатить офису, надо везде долги. Мы телефон иной порой отвечать не хочется, потому что, знаешь, это или банк, или кто-то, кому ты должен денег. Продать машину не вариант? А там, сократить траки же все были в кредит, как и сейчас. Это все в кредит же. И когда ты покупаешь по энной сумме, а через год хочешь продать, там такая гигантская разница, то, что никакого смысла нет продавать. Дальше выкарабкивались, и случилось... Чудом я не назову, это очень плохой ивент был во всем мире. COVID случился, но это было чудо для логистики, и чудо для огромного количества бизнесов, которые благодаря этому выросли. Мы не выросли на субсидиях от государства, мы не выросли то есть нам не взяли и не спасли нас, типа вот вам $1 000 000, не закрывайтесь. Но из-за того, что натуральный спрос вырос очень сильно, все начали сидеть дома и начали все заказывать, соответственно, цены выросли на наши услуги траковые по всей стране, и благодаря этому мы смогли выжить, закрыть все долги и увеличиться и укрепиться. Как, в принципе, сейчас вот мы видим у всех наших клиентов. Развивайте бизнес в траках. Все хорошо. Как появляются вот эти все остальные направления нынешнего бизнеса? Окей, расскажу, какие направления сейчас есть, чтобы мы знали. iTeam Group состоит, iTeam Consulting Agency, это консалтинговое агентство для среднего и малого бизнеса с упором на логистику. Okay? Hero ELD это наша софтвер-компания, мы даем программное обеспечение тоже внутри логистики для водителей, для траковых компаний. Это наше решение. Таких решений есть много, но это вот наш продукт, который мы можем контролировать и давать по хорошей цене нашим клиентам. А кто клиент? Клиент это человек, компания? Который прилетел из Кыргызстана, решил траковым бизнесом заняться, или это существующие американские компании, которые занимаются уже этим бизнесом? Микс. Они все наши клиенты, но, опять же, подавляющее большинство это наши СНГшники. Это Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Молдова. С Казахстана у нас там парочка компаний. В основном это все, кто занимается логистикой. И чаще всего это в Америке. Восточная Европа. Да, и в Америке. Это только для США. То есть это программное обеспечение только для США, которое соответствует американским меркам и законам. То есть там определенные есть... Короче, табель учета часов работы. Вот такое. Я могу... грубый пример такой взять. Это что-то вроде 1С для бухгалтерии, только это по тракингу здесь, в Америке. Это другой продукт, но похожий. То есть это, опять же, 1С, он не обязательно. 1С это для твоего удобства. А вот наша программное обеспечение, это обязательно. То есть если ты занимаешься траками, ты обязан это иметь. То есть это идет... Это закон. Да. Вот у нас есть программное обеспечение ПО, которое мы даем нашим клиентам. И когда я говорю, почему наши клиенты в основном большинство кыргызы, потому что, опять же, мы как раз и закрываем вот этот пробел, вот этот барьер языковой, культурный, из-за того, что очень многих наших траковых компаний в Америке офисы находятся в Ташкенте, Бишкеке, Ваше, бэк-офисы. Диспетчера, там, сейфти, лукбукщики, все они находятся там. Нет смысла нам открывать офисы здесь и обслуживать американцев, когда у нас там нужда гигантская есть. И вот получается, они приезжают сюда, смотрят, они могут пойти в компанию А, взять у них сервис американскую, без проблем в компанию Б, в компанию В, или могут прийти к нам. Из преимуществ будет то, что один и тот же язык, одно и то же мышление, одна и та же культура и общая гида помогать своему комьюнити. То есть как любое комьюнити, еврейское, армянское, украинское, как оно растет, из-за того, что оно держит деньги внутри своего комьюнити, она помогает внутри своего комьюнити. Если кушаешь, кушай у своих. Если даешь сервисы, давай своим. Это вот иммигрантская такая тема, где ты хочешь, чтобы твое комьюнити изнутри росло, качественно росло. А сколько вы вложили в это ПО? В ПО, когда мы только начинали, это было, честно говоря, не так уж... Нам повезло, сейчас это гораздо дороже. На открытие самой компании на ПО где-то 80 до 100 тысяч, 80-100. Почему говорю тире? Потому что можно какие-то вещи считать, которые пошли в расходы, какие-то не считать. 80 тысяч, скажем. Почем вы ее предлагаете? Это разово закупаешься или ежемесячно?
Это стоит? сервис, subscription as a service. Каждый месяц $150 за каждый трак. Закажешь. Сколько у вас траков? Сейчас в обслуживании около 3000 траков. Прилично. Ну, объемы, опять же, объемы большие, но это, опять же, это не самое основное направление. В принципе, основного направления у нас как такового нету, потому что все распределено более-менее. Может, где-то у нас есть там 40 и там 10 и 10, но нету ничего такого выдающегося в одной сфере. А первое направление это, насколько я помню, консультации для компании. А это сколько для стоит? траковой компании. Это уже сугубо с каждым клиентом по его каждому кейсу. Есть у нас как просто консультация, я не знаю, $150-200, ну, часовая, это там ничего не решит. Но когда нас Испугать, набирают, да? Испугать, проверить. они уже, проблема в том, что они уже шуганные приходят. Они приходят же нам за safety compliance, то есть когда кто-то их уже хлопнул, аудит или штраф выписал, только тогда они приходят, нежели заниматься этим чуть раньше и немножко предостеречь себя. Но там уже от компании. Есть клиенты, которые платят 1000 в месяц, есть клиенты, которые платят гораздо больше. То есть там уже от размера компании и от работы, сколько для них мы работы делаем по часам. Окей. Следующее направление. Следующее направление, если мы говорим дальше по трекингу, это будет Hero TMS. Это примерно как 1С, да, для компаний. У нас он называется Hero TMS. Это, опять же, программное обеспечение для улучшения, оптимизации работы траковых компаний. То есть у тебя есть траковая компания, у тебя есть выбор. Все делать на бумажке, в Excel, на клауде, там где хочешь. Но теряется, огромное количество бенефитов теряется. То есть нету единой системы, нету интеграции, нету защиты, нету отчетов хороших, да. И статистика, аналитика очень тяжело. Всегда мы создавали проекты, которые помогают владельцу правильно вести его бизнес. Программное обеспечение должно быть такое. Ты не должен там сидеть, ковыряться. Для этого у тебя сотрудники и специалисты. Ты должен зайти и получить информацию, которая сейчас тебе нужна для того, чтобы ты принял решение по своей компании. То есть где плюс, где минус, где у меня сезонность, где у меня вытекают деньги. То есть тебе нужны данные, на которых ты оперируешь. Если ты оперируешь только из данных сегодняшних, которые ты сегодня видишь, и не смотришь то, что у тебя было в прошлом году, в позапрошлом, ты никогда в жизни не сделаешь правильное решение. Может, это где-то повезет, но если ты не знаешь, где ты стоишь, тяжело делать решение. Так вот, Hero TMS — это одна из тех платформ, которая и дает возможность правильное решение делать. Сколько это стоит? Опять же, это от клиентов, от траков. В среднем $700-800 в месяц стоит для траковой компании с 5-6 юзерами. Сколько у вас компаний? Их немного. Их меньше 20, может 15. В общем, это... Да, это опять... Совсем небольшой. Это небольшой бизнес, но сейчас, когда я буду дальше говорить, вы увидите одну закономерность. У нас очень большая сетка сервисов, которые помогают все это поддерживать. То есть человек может пойти за консалтингом кому-то другому, в другую компанию, в третью. Но когда приходят к нам, они получают огромное количество решений, которые уже в одном месте, им не нужно по 10 компаниям разным ходить, и это друг друга апсейл делает, помогает. Тимур, как так произошло, что ты, будучи директором одного направления, я так понял, стал директором или даже совладельцем компании, которые вот сейчас все вот эти сервисы предлагают? В смысле, совладельцем или директором? Вопрос ты в найме там? В этих компаниях? Да, или партнер? Это абсолютно все мои компании. Абсолютно каждая из них. Ты сам один? Я один, да. До этого просто, я помню, было 3 партнеров. Это в траковой было. Это в траковой компании было. Сейчас траковой индустрии у нас нет. Сейчас траковой компании как таковой, как Carrier, у нас нету. У нас все по сервисам, по вот этим направлениям, которые я говорю, и нет. У нас ни в найме, нет. Это все. То есть, подожди, я в какой-то момент вообще, значит, упустил. Вы были траковой компанией, после ковида у вас все хорошо, и в какой-то момент ты уходишь? Я ушел, да. Я ушел. Просто в очередной раз? В очередной раз, да. И с каждым разом каждый уход все лучше и лучше. Окей, так, хорошо. Ты уходишь и открываешь вот эти компании, которые уже полностью принадлежат тебе, зная, у кого, точнее, какие вопросы или проблемы могут быть у компаний, которые занимаются перевозками. Да. Если говорить только про перевозки, то да. Сколько ты денег инвестировал на начальном этапе, чтобы запустить это направление? $1000.
Я это уже говорил много раз и на многих подкастах. $1000 открыть первую свою компанию, консалтинг agency, и с этого все дальше пошло. Никаких долгов с банков, никаких инвестиций извне, ни у кого не принадлежит моей доли. Ну, это все свое, то есть это все генерировалось изнутри. Абсолютно все. Нету ни И все вливания вот из эти Кыргызстана. ПО, все Абсолютно эти... всё. Не было ничего ни из Кыргызстана, никому я не продавал долю, типа, на тебе 10%, дай мне 100 тысяч, Мгм. 200 тысяч. Это все, слава богу, по сей день принадлежит мне. Это одна компания, да, или это группа компаний? Это вот ITM Group, в которой сейчас на данный момент 22 компании. 22. 22 направления. Какие-то компании есть убыточнее, ну, потому что они overall поддерживают все остальные 22 компании. Мгм. Здесь теряешь, здесь гораздо больше зарабатываешь. Сколько в целом за там 2024 год заработали все твои компании? 24 мы еще не считали, потому что это очень долгий 23-й? процесс. 23 мы считали, вот недавно мы сдавали. Там было 8 миллионов, если не считать траковую. У меня была траковая своя, которую я продал. Там было 8 миллионов, но самые лучшие были 21 и 22. Там было свыше 15 миллионов в год. И, А 24-й лучше, чем 23-й? 24-й, он не лучше цифрами, но он лучше оптимизацией. То есть тогда, если было 15 миллионов дохода, там и расходы были бешеные. Мгм. Сейчас, может, меньше дохода, но настолько все оптимизировано, то, что маржа улучшилась. Ага. Так что мне для этого это важнее. Мне, честно, есть ребята, которые... У нас общих знакомых, наверное, или здесь я познакомлю ребята, если 100 миллионов в год зарабатывают, но зарабатываешь 100 миллионов, тратишь 99, какой смысл? То есть дело не в цифрах, а сколько в кармане в итоге остается. Согласен. Так что, опять же, все вот эти компании были направлены на все, что сделано, все, что делается вокруг логистики. Потом Вот да, начали как идти. бы такое ощущение, что все вокруг траков. Большинство, как я и говорил, у нас костяк все равно это тракинг. Но сейчас направления такие, как вот общепит, направления такие, как недвижимость, направления по каким-то другим ПО, которые не только для траковой индустрии, там медиа. У нас за последние 2-3 года открылось гораздо больше направлений, которые никакого отношения к тракам не имеют. Какие-то из них. Что растет? Вот я спрашивал у наших ребят в Кыргызстане, кто приезжал из Америки, у кого есть друзья в Америке, что здесь вообще хорошо идет у кыргызов. Мне говорили 3 направления. Это траки, ремонт крыш. Вот, Филадельфия, ремонт крыш, да. да. И третий, господи, мне уже из головы вылетело. Не говорю ресторан. Нет, не ресторан, я забыл, что-то такое. IT, может быть? Про айтишников слышал, но так, что прям кто-то супер успешный, одну фамилию слышал, но как бы до конца не разобрался. Так вот, какие направления сейчас популярны среди кыргызов, которые здесь начинают свой бизнес? Окей. Скажу, какие популярные. Это не означает то, что они правильные или я их советую. Популярные сейчас у мужчин стали ремонт и отделка домов, не только крыши, то есть это вот внутри, Полностью. снаружи, полностью, да. Угу. Наших приехало же очень много за последние пару лет. Это первое направление, куда большинство наших парней сразу идут. Второе, маломальски, кто умеет готовить или этим интересуется, рестораны. Кафешки а-ля рестораны, кто-то ресторан прям открывает, но общепит, грубо говоря, общепит. Конечно же, траки. Траки бывают разные, бывают бокс-траки маленькие, есть большие траки. Логистика, да? Она никуда не делась, она и не денется никуда. Это все-таки большой кусок в нашем комьюнити. Дальше для женщин гораздо больше сейчас они идут или cleaning, да, сервис по уборке домов, или что-то в бьюти, ногти, ресницы, там, татуаж и так далее. И, наверное, цветочные. Вот эти, куда все сейчас в последнее время, наши последние пару лет идут, и сами себе, создавая конкуренцию, сами себя и убивают, если честно. Вот в чем парадокс. А кто лучше всего зарабатывает? Из них из всех, там все, есть индивидуумы и определенные компании в каждом из этих сегментов, которые зарабатывают хорошо. Несмотря ни на что, да? Да-да-да, деньги, они... Любой бизнес, который откроешь здесь, положа руку на сердце, говорю, ты можешь хорошо зарабатывать. И вот сейчас, кто смотрит и думает, я вот сейчас приехал, куда бы мне пойти, кроме этих направлений, я вам, ребятам, кто смотрит, я вам советую. Во-первых, вы можете... СТО еще, наши пацаны начали часто открывать, очень много СТО стало. Я ребятам предлагаю идти немножко за другим. К примеру,
я сам столкнулся с этой проблемой. Очень большая проблема найти хороших ребят муж на час, к примеру. Муж на час компании. Имеется в виду... Не только муж на час. Такой муж, как старовер муж на час. Покосить газон, убрать снег зимой, сделать что-то по электрике, сделать по сантехнике. Именно нету вот таких... Вернее, нету. Мало служб, Универсальная работа. на такую душу населения. И вот я много раз ребятам говорил, соберитесь 5-6 человек, возьмите одного хорошего, там, или один пусть соберет, возьмите вен, сделайте все легально, возьмите все пермиты, идите в хорошие районы по zip-коду, где состоятельные люди живут, для которых время – деньги, которые хотят, чтобы это было сделано сейчас. Они готовы переплатить на 20% больше из-за того, что ты сделаешь это быстрее. И пройдите, возьмите себе клиентуру 20, 30, 40 домов в одном районе, которым по очереди будете ходить снег чистить, по очереди будете ходить бассейн чистить, по очереди траву косить и так далее. То есть это одна из вещей, которые я сам очень сильно ищу. Просто, может даже открыть на такую компанию и все, и не париться. Но точно я знаю, что там можно будет себя поднять, зарекомендовать и расширяться. А сколько вообще в этой истории всей составляют налоги? Вот у нас, например, там есть ИП, да, там 4%, 6% с оборота. Раньше были патенты, но сейчас их убрали. Как здесь в Америке обстоят дела? Ой, еще у нас налоговая система здесь, наверное, отдельных 5 часов требует, но я вкратце расскажу. Есть федеральный налог, да, который взимается на федеральном уровне, где бы ты ни жил бы, в каком штате, в каком городе. И есть налоги штатовские в каждом штате, которые отличаются плюс-минус. Есть налоги еще и в определенных муниципалитетах. Поверх всех этих других налогов у тебя еще есть местный налог в городе. Ну и таких городов мало. Давай как бы тогда обобщим. Да. Примерно 40%. То есть вот ты заработал $1000, 400 у тебя куда-то ушло, но не в карман. Но не в карман. Ну, это не просто куда-то. Это уходит на те же школы, куда твои дети ходят. Это уходит на твою пенсию в будущем. Это уходит куда-то, в отличие от наших СНГшных стран, честно говоря. Но да, у нас тоже туда же уходит. Просто у нас в 10 раз меньше. Не 40, а 4%, поэтому это все сложно. Ну, иначе бы как они получили зарплату? Есть огромное преимущество между нашими двумя налоговыми кодексами. Есть преимущество у кодекса США в том, что они здесь очень сильно поддерживают средний и малый бизнес. Очень сильно. То есть есть огромное количество статей в кодексе налоговом, который позволяет тебе убрать многие расходы, списать их как расходы на твой бизнес. Понятное дело, многие пользуются этим и делают фрод, да, делают мошенничество, но подавляющее большинство, тем более, не дай бог, попадешься на аудит, ты должен просто показать и правильно все делать, то, что ты потратил это действительно на бензин. Вот ты сейлс-агент, да, твоя работа ездить по офисам и предлагать какую-то услугу. Вот эти все мили, которые ты ездишь, сколько ты потратил бензина, все это списывается на расходы по твоему делу. И вот если ты все это правильно делаешь и так далее, то ты можешь сократить свои расходы по налогам, но тем не менее налоги здесь кусаются. Ну, в любом случае, это в районе 40%. Я правильно понял? Чуть меньше иногда бывает, но да, скажем так. 40%. Даже если это маленький бизнес, все равно это в районе 40%. Опять же, чтобы сейчас в комментариях не закидали, есть очень много, градаций, да, зарабатывающие люди, самый low income. Вот я 20, правда 20%. Ничего не знаю. До 28 тысяч, от $0 до 28 тысяч на человека в семье, это составляет 20% Америки. Это самый низкий слой. Дальше, по-моему, 23 или 24% составляет от 28 тысяч до 55 тысяч. И вот по этим градациям, чем больше ты зарабатываешь, тем больше есть налогообложение. Это было в предыдущей администрации, сейчас новая администрация Трампа хотят ввести коррективы, чтобы такого не было. Но чем больше ты зарабатываешь, ты попадаешь в другую касту, так скажем, и у тебя налогообложение уже другое. Понятно. Легко заняться бизнесом здесь, приезжим? Вот я получил визу, да? У меня она туристическая. Я не смогу здесь открыть компанию, правильно? Открыть компанию сможешь, насколько бы это парадоксально не было бы. Открыть компанию ты сможешь, но работать и зарабатывать с нее это будет нелегально. Здесь, ты понимаешь, это 50 разных штатов, 50 разных мини-государств, есть федеральные законы и так далее, и они очень часто друг другу противоречат. Но есть законы, которые строго-настрого запрещают тебе
работать в США без соответствующих разрешений, но с другой стороны, у тебя есть все возможности это делать. И ты можешь это сделать, но это будет незаконно, это будет нелегально. Тимур, ну тогда у вас должны быть в 22 компаниях компания, которая помогает с документами. Есть такая, которая Была. Это вот наша самая первая приезжает? компания, вот Kyrgyz American Consulting Company, она и была. Мы помогали получать визы, получить разрешение на работу и так далее. Мы перестали этим заниматься я перестал заниматься ровно по двум причинам. Первое, слишком мало было денег, потому что это люди приезжие, у них самих денег мало. И во-вторых, количество людей, которые в итоге остаются недовольны, всегда будет больше, чем те, которые довольны. Потому что ты сделал свою работу, дальше уже не зависит от тебя, дадут ему визу или нет, или дадут ему разрешение. Это не от тебя зависит. Ты сделал свою работу. А люди, не получив в итоге документы, были недовольны. И я не считаю, что у меня нервов хватает с этим справляться, потому что, в конце концов, я ответственный человек, я каждому хочу дать правильный ответ. Я не могу просто... Короче, визу не получил, все, давай, гуляй. Каждому объясняешь, но в итоге я их понимаю, они потратили свои деньги, у них были уже планы. Но слушай, мы со своей стороны всю сделали работу. Но если не дали тебе визу, извини, мы здесь не виноваты. А люди не понимали и говорили, вот, вы обманываете людей. Я говорю, тогда мы не будем уже помогать. Сколько стоила эта услуга? Это было в 2015 году, да, с Мирзатом мы это делали. Если бы они получили бы визу, наша услуга была бы 3000, если бы они получили бы. Если они не получили, по-моему, это было $800. Это учитывая то, что мы на это тратили, это 3-4 месяца. Недорого, не дешево, но это те цены, которые тогда были средние. Сейчас я, честно, не знаю, сколько оплачивают, сколько берут. Но аудитория же в основном кыргызская. Я вам, наверное, Америку не открою. Никто из ребят, которые вам обещают гарантированную визу, вам гарантированную визу взять не смогут. Просто через 10 лет мы это давно уже поняли. Через тесное общение и с консульствами, и с посольствами мы знаем, что это так не работает. Поэтому не платите деньги ребятам, идите сами собирайте. Или пусть будет цена адекватная. Если у тебя нет компьютера, у тебя нет знаний английского языка, если кому-то платишь там $50-100, чтобы за тебя заполнили анкету, окей. Но кому-то отдавать $10 000 за гарантированную визу, ребят, это настоящий лохотрон. Так что не ведитесь. Понятно. Окей, возвращаемся в Америку. Приехал человек, открыл компанию, начал зарабатывать деньги. Куда ему вложиться? Вот тот вариант муж на час я услышал. Я так понял, с траками не все так сладко сейчас даже. Не все так сладко. И знаешь, вот мы, опять же, будем, наверное, ближе знакомы. Многие же пишут, знакомятся, спрашивают, что делать. Вот у меня есть такая-то сумма, куда вкладывать и так далее. Во-первых, ситуация у всех разная. Нету такого одного ответа. Но ответ один я всем даю точно. Люди пишут, говорят, вот у меня есть $2000, $3000, $5000. Да? С Кыргызстана пишут, даже здесь, ребята, у меня 5000, куда мне вложиться? Слушай, во-первых, накопил 5000, молодец. Я им всегда говорю то, что если это твой первый бизнес, если это твое первое начало, и ты никогда больше до этого не занимался предпринимательством, или не было какого-то опыта, я всегда говорю им сейчас один и тот же ответ. Занимайся, развивай себя, вкладывай это в себя. Насколько это банально не было, сейчас каждый YouTube, наверное, об этом говорит, но это и есть истина. Возьми соответствующие курсы, возьми соответствующее обучение, прокачай сначала себя, и только потом ты сможешь дальше что-то дельное сделать. Потому что в тракинге у нас каждую неделю появляются новые компании. Каждую неделю. Это наша работа, открывать новые компании. Все еще открывают. Все еще открываются рестораны. Все еще открываются бьюти-салоны, цветочные. И у кого-то, вопреки всему, это прет. Но это не потому, что индустрия такая цветущая, потому что человек такой, у которого был бэкграунд. Да, у него был бэкграунд, который не сдается, который работает, который делает ресерч. Два человека разных могут быть. У обоих может быть одна и та же сумма. Оба могут пойти в один и тот же бизнес, в один и тот же сегмент. У одного получил, у другого нет. Потому что один из них знал, куда шел и подготовился, прокачал себя, и каждый день делает свою работу, не покладая рук, а другой повелся на вот эту иллюзию, что пришел, открыл компанию, и просто бабки просто капают тебе здесь рекой. И вот здесь очень тяжело будет совет дать. И поэтому, кстати, у нас есть бесплатные консультации, меня поэтому в Инстаграме закидывают. Мы частенько делаем консультации или overall лайв выхожу и рассказываю, куда бы можно было пойти, но прежде чем куда-то идти, надо свои скиллы проработать, в первую очередь, свои скиллы. И сейчас как раз на менторстве этим и занимаемся. Вот, кстати, и менторство, кстати, есть.
Я честно буду рассказывать, удивишься, насколько много разных вещей, но я этим и живу. Это все и дает мне энергию, это все и помогает мне, наверное, идти дальше и делать то, что мы делаем. Сколько стоит твое менторство? Менторство сейчас стоит 2500 за месяц. Только у меня не больше 3 человек в месяц. Мы сейчас уже очередь. Сейчас уже есть несколько людей в списке, но в менторстве у меня 2 вещи. Первое, все эти деньги, которые я беру с них, я даю на благотворительность, это не для заработка. Они знают, куда я эти деньги отдаю. И второе, мне важен результат. Мы можем, уверен, будут менти слушать, я могу и 4 часа поговорить по телефону, я могу и приехать, я могу и 2 часа, я могу 5 раз в неделю поговорить. Мне важен результат. Мне очень важно, что если я трачу на это время, если я все свои знания, все свои, я не знаю, весь свой опыт беру и тебе отдаю, вот так вот сижу, рассказываю, мне нужно, чтобы был результат. И было такое, то, что мы с одним человеком менторство остановил, потому что за 1,5 месяца просто была болтология. Я 1,5 месяца еженедельно просил, говорил и напутствовал. В итоге ничего не вышло, я сказал, все, окей, я просто возьму другого. Потому что мне очень важно в конце результат видеть. Именно поэтому я эти деньги отдаю на благотворительность. Да я вообще не представляю, как можно вот кому-то все рассказывать, а он это не делает. Ты продолжаешь. Это как раз это те люди, которые думают, что сходив на семинар кому-то, сходив на менторство, сходив на Тони Робинсона, они просто, вот есть какая-то золотая пилюля, и все должно получиться. Нет, слушай, я тебе расскажу все, что хочешь, но это только ты решаешь, что дальше делать. Ты пойдешь дальше это применять, не пойдешь, будешь пробовать. И, кстати, вот те люди, всех людей, которые не добились чего-то, объединяет, вот сейчас для кого-то буду звучать снобом, но объединяет только одну вещь, которую я вижу. Это нежелание шевелить задницей. Все, только одно всех. Они могут быть гиперумные, они могут иметь классные, там, я не знаю, классных знакомых или классные возможности, но если они или от страха боятся сделать первый шаг, или вообще шаги делать, или от какой-то иллюзии, что все им придет, вот это номер один вещь, которая и ровно пополам делит тех людей, которые хоть чего-то добиваются, малого, большого, от тех, которые вот мечтатели. 5, 6, 7 лет, просто 7 лет сидят, и когда-то что-то получится, надо было. Движение лошкирик. Ты иди сделай, не получится, теперь ты знаешь, это не мое движение, я буду делать другое движение, но нужно действовать, нужно что-то делать. Только вот эта вещь отличает их. Понятно, Тимур. Ну, интересный подход. Мне импонирует то, что доходы идут на благотворительность. А как отбираешь их? Это должны быть какие-то бизнесмены или это кыргызы? Твои... Менторы? Да. Менти. На данный момент 99% это кыргызы наши. Опять же, у нас есть, кто знает, кто фолловит нас, мою компанию, знает, насколько сильно и много мы поддерживаем наши комьюнити в США и в Кыргызстане. В основном кыргызы. И, наверное, по 2 причинам. Первое, потому что, опять же, они больше доверяют мне, чем любые другие люди. Я не на какой-то мировой арене, чтобы меня там все знали. Мое комьюнити меня знает, они доверяют. Второе, из-за того, что я через свои какие-то мосты, через свои ключи могу им помочь дальше в развитии. То есть к нам приходит девушка с каким-то нейл-салоном небольшим. Мы ее сейчас за 3 месяца довели до очень хорошего уровня. И мы, используя свои связи, свои знакомства, опять же, чтобы не звучало плохо, связи, просто из-за того, что мы знаем, где взять какой-то товар, где взять какую-то услугу, или как правильно сделать, мы ей такой, как это называется, не фальстарт, а как это называется? Буст. Наверное, даем какой-то ей буст, который я бы не мог бы дать, если этот человек был бы не из нашего комьюнити. Вот настолько здесь тоже просто это. Потому что, вот скажем, у меня были два было менти, которые не кыргызы, и мне потом было тяжелее их продвигать в своем комьюнити среди своего там бизнес-клуба, среди своих знакомых, среди своей клиентуры. Мне было тяжело их продвигать, потому что там как-то уже засело так, что это в основном наши. Или все СНГшные, или все центральноазиатские, или все кыргызы, или все мусульмане. То есть везде все равно что-то есть, которое нас объединяет. Особенно на чужбине, мы же здесь все на чужбине, нас объединяют разные вещи. Если вот в Кыргызстане ты не думаешь о том, что мы же все кыргызы, мы же все мусульмане. Здесь это один фактор, который объединяет людей, потому что мы на чужбине. Какой-то парадокс получается. Ты, кыргыз, приехал в Америку зарабатывать, в итоге зарабатываешь на кыргызах.
разрабатываю с кыргызами, вместе с кыргызами, не на кыргызах. Мои услуги гораздо, наши услуги компании стоят гораздо дешевле, чем наших конкурентов, включая наших ребят тоже. Поэтому не на кыргызах, а вместе и с кыргызами зарабатываю. То есть я Мгм. им помогаю зарабатывать. Если они... В чем логика того, что наши услуги дешевле, чем на рынке? И я твердо говорю, то, что наши услуги лучше по качеству. Мгм. Логика такая. А, И чем один раз взять с клиента энную сумму, положить себе в карман, я лучше дам ему, ну, логика удочки и рыбы. Чем дать ему рыбу за 10 тысяч долларов, я ему дам рыбу, он наестся, завтра ему опять нужно. И опять может он ко мне придет опять, может к другому пойдет. Я им даю удочку, я их обучаю, как это правильно делать за небольшую сумму, и у нас строится партнерство. И это партнерство, в итоге мы растем, они растут, я расту, и мы друг другу помогаем во всех аспектах. Они с меня зарабатывают, я с них зарабатываю. Как они зарабатывают с меня? Экономия. Потому что если пойдут кому-то другому, они будут платить больше. И вот этот Мгм. симбиоз нас сюда и привел, и мы дальше именно по вот этой накатанной и идем. Сколько из компаний, которые к тебе обратились, действительно стали успешными, а сколько ушли в небытие? В небытие ушли многие, очень многие. По какой причине не буду спрашивать, ты уже ответил на этот Да, вопрос. это многие, сразу говорю, если кто-то потерпел какие-то расходы или закрылся из-за нас, или из-за нашей ошибки, можете прямо здесь оставить комментарий, я вам все эти деньги верну и возвращу, и там помогу, без проблем. Открыто мы об этом говорим. Те, которые выросли, один из, наверное, одна из больших компаний, которые знают все, и в Кыргызстане, и здесь, и которую я горжусь своими партнерами, они гордятся нами, это компания Sam Express, которую мы начали развивать с 15-20 треков. Сейчас не хочу врать. Года 3 назад, 4 уже, 25-й год. 4 года назад они пришли, сказали, мы отдаем вам управление какой-то менеджмент, давайте расти вместе. На сегодняшний день у них 550 траков, и вот в декабре, последняя пятница декабря, прямо перед нашими корпоративами, мы заключили сделку, и я знаю, какова часть моей работы там была. Мы заключили сделку и купили гигантский терминал здесь, в Мархаме, я некомфортно говорить сумму, честно говоря, но за очень большую сумму, которая уже поставит начало новой эпохи этой компании и логистики. Тот же самый Манас Экспресс, тот же самый KGZ Транспорт. И компаний на самом деле много. И до какого-то поинта доходим, где уже им выгоднее нанимать своих ребят и уходить, и мне выгоднее нанимать, вернее, брать в клиенты новые компании и растить их. Поэтому, слава богу, мне повезло, и слава богу, происходит так, то, что мы открыты, мы ни от кого не скрываемся. Подожди, Тимур, по-другому вопрос звучал. Сколько из ваших клиентов действительно обанкротились или же перестали работать? Вот если взять все компании, примерно, я сейчас не прошу. Это будет неправильный вопрос, потому что клиентура за эти годы исчисляется тысячами компаний. Я не знаю, где они сейчас, потому что они просто могли с вами перестать работать, а что с ними дальше, вы уже трек-рекорд не ведете. Были ли компании, которые работали с нами, но которые потом закрылись? Of course, таких компаний было тоже много. Но это, чтобы не было такого, что из-за нас закрылись. Я поэтому и сказал, пишите в открытую. Это как раз... Просто я хочу понять, насколько у вас же получается большая статистика, да? Вы видите очень многих, кто сюда приезжает, открывает компании. И мне вот просто интересно было через вас узнать, у скольких получается. Не благодаря вам или из-за вас. Я буду точно уверен, что это не зависит от консультантов. Средние цифры скажу, которые я вижу, я могу сильно ошибаться. В траковой индустрии, наверное, если сравнивать, давайте два отрезка возьмем. 2021, когда вот прям бум пошел траковый, просто нереальный бум, и возьмем 2025 или 4 конец, да? За эти 21, 22, 23, 24, за эти 4 года закрылось, наверное, под 50% траковых компаний новых, которые открылись. Под 50. Это именно вот наших кыргызов? Не только. Или в целом по рынку? Это новых компаний СНГшных, которые, вообще, в принципе, новых компаний, которые за этот период открылись. Есть и те, которые были до этого открыты, которые закрылись, но все равно подавляющее большинство компаний, которые вот новые были, половина закрылась. Понятно.
Ну, в принципе, мне по компаниям понятно, по истории тоже очень интересная, такая нетривиальная вообще. Я хочу воспользоваться случаем и, так сказать, задать вопросы, которые мне лично интересны. Хорошо. Вот. Я сам занимаюсь в основном девелопментом, коммерческой недвижимостью. И очень много наслышан историй уже не наших кыргызстанцев в Америке, да, а в целом нынешних там миллионеров, миллиардеров, которые начинали бизнес с того, что покупали какие-то дома, делали там квартиры, сдавали их, еще что-то Мгм. делали, да. И насколько сейчас вот этот бизнес, он актуален? Он всегда актуален. Он Всегда? всегда актуален. Сколько месяца 3 назад я как раз выступал на форуме здесь для наших соотечественников, рассказывали про разные виды, как Мгм. зайти на рынок недвижимости. Мгм. Будь то это через наращивание портфолио, просто для того, чтобы в долгосрок это было, будь то это флиппинг. Флиппинг это вот быстро, как у нас в Бишкеке любят, купил какую-то квартиру или дом с плохим ремонтом или полуубитую, кому-то деньги Мгм. нужны были срочно, купил, отремонтировал, быстро перепродал, наварился. Флиппингом многие начали наши тоже заниматься, мы в том числе занимаемся. Или ты хочешь девелопмент заниматься, когда ты берешь, как вы сказали, берешь Дом. сначала, да, или дом и делишь его на квартиры, или на комнаты, или берешь, вот мы сейчас гостиницу собираемся, очень большой проект, кстати, вот Баха ОКС, ОСК приезжал, не знаю, знаете или нет. Конечно, знаю. Да, ну вот, и приезжал, мы как раз, я им показывал все объекты, и вот отель, один большой отель, бывший отель, хотим сейчас собраться с ребятами, но все еще не хватает денег, кто хочет, присоединяйтесь, и Какой-то краудфандинг начался. Да, да, 67 квартир будет. В отеле было около 70 Это не с чем-то скрытая номеров. реклама, это на самом деле мне эта тема интересна, потому что Да, это не реклама. Ну, там входные от, Так от получилось. миллиона и выше, так что это вот поэтому нисколько- как бы вообще в целом можно заканчивать сейчас интервью, да, но кому интересна эта тема, оставайтесь, сейчас мы ее тут обсудим. Вот давай на примере вот этого здания будущей гостиницы или Мгм. прошлой гостиницы. Сколько стоит это здание? Я думаю, я сейчас вспомню. Продавали его в районе, грубо, и цифры скину, я могу даже скинуть, чтобы снизу была сноска. Продавали его за 3 миллиона. Западный район Чикаго, там не самое лучшее место сейчас, но gentrification процесс такой, через 2-3 года это будет очень крутая area. Там есть метро, общественный Конечно, транспорт. это в черте города, то есть это даже не то, что в черте, это в городе находится, недалеко от даунтауна. Да я вот тут приземлялся, вот этот Чикаго, он какой-то размазанный. Он очень большой, да. Просто какие-то маленькие домики, дохлые Он очень домики, сильно непонятно, где кончается, где начинается этот город. Окей, 3 миллиона. От твоего отеля, где ты остановился, ехать 10 минут до этого места. Мгм. Там, где находится гостиница бывшая. 3 миллиона. Так, что Нужно вложить получаешь? Ты получаешь здание, Да. землю под ним или нет? землю, ну, ты получаешь, но все равно это технически В не аренду. твоя земля. Ну, она твоя, но, опять же, ты не можешь, что хочешь там делать, все равно ты Ну, готов. такого нет, что у этого здания через 10 лет срок аренды Не-не-не, земельного это участка нет, нет. истекает, и Там тебе скажут красная книга, сноси. грубо говоря. А, Там окей, красная книга. Это такая твое здание. красная. Красная книга. У нас сейчас она исчезает, кстати. Да? Да. Э, Они как-то по-другому это решили назвать. Но не будем сейчас про Кыргызстан. Окей, 3 миллиона, вот это вот земля, помещение, сколько тысяч квадратных метров, этажность? Так, 6 этажей. 6 этажей. Да, по-моему, 6 этажей. 70 с чем-то номеров сейчас, однокомнатных, маленьких, потому что, Мгм. опять же, это был раньше отелем. И сейчас логика в том, то, что если вложить туда еще Квадратных метров не 2-3... помнишь? Нет, мы, честно, во-первых, квадратный метр давно уже из головы вышли, а во-вторых, Мгм. мы же этим занимаемся почти каждый день, и настолько много ты просматриваешь зданий, и настолько много проектов, ты просто все перемешивается. Блин, Даже те, Тёма, которые сейчас у меня здания есть, даже я сейчас не знаю, сколько там квадратур. миллионы зарабатываешь, но прикупил бы уже гостиницу за 3 ляма. Уже Дай должен бог, быть какой-то дай бог. трек-рекорд у тебя там в банках. Тебе должны... Смотри, вот 3 миллиона Давай, да. стоит здание, Мгм. которое ты можешь взять. Его нужно будет перевести по стандартам в жилое помещение. Получается как? У тебя должна быть там кухня, мини-кухня. Мгм. В отелях нету кухни, поэтому надо мини-кухню какую-то сделать. Надо обязательно, чтобы у тебя был клозет, да, кладовка Мгм. для вещей. Обязательно это требование. Там розетки, не розетки, все это можешь сделать. И приходится, по-моему, несколько комнат, которые были гостиницы, переделать планировку. В итоге ты остаешься 65 плюс-минус однокомнатными квартирами. Где-то Сколько поменьше, надо где-то вложить, больше. считали уже? Да, ладно, считай. 3,5-4. Почему говорю 3,5-4? Цены настолько сильно скачут Ну, на это лейбл, понятно. да.
Поэтому, скажем, 4. Окей, значит, 3 7 плюс 4. миллионов. 7 миллионов нужно будет по нынешним меркам, опять же, все. Получаешь 60 квартир. Получаешь 60 квартир на сдачу, на аренду. Там это не на продажу, это все на аренду, на сдачу. Почему вот такое уточнение? Ты не можешь это- поштучно продать, да? Здесь, в принципе, наверное, так не принято. Или Да? у тебя здание, где все квартиры в аренду, или у тебя здание, где кондоминиум, где все квартиры у собственников. В принципе, М. можно ли комбинировать? Я думаю, конечно, можно, но гораздо легче. Ну, в общем, ты не вдавался в Девелоп- подробности. да. Давай, Мне окей, мы легче- сдадим все в аренду. Нет, для нас этот проект на перепродажу. То есть нам гораздо выгоднее взять, построить всю эту работу конетельную сделать и продать уже более таким покрупнее рыбешкам, которым Институциональному, интересно. да, инвестору. Которым не интересно заниматься именно вот этим процессом, но они готовы купить уже готовое здание, зная то, что в И будущем почем они у будут тебя сдавать. купят? Около 9-10. А за сколько ты вот этот ремонт сделаешь? Если... 2 года? Не, меньше 2 лет. Я думаю, А в течение года. бюрократия вот это Вот, вся? именно это будет сильно зависеть от бюрократии. Я думаю, в течение года это можно будет. Это бюрократия плюс ремонт 1 год? Это все вместе, да. Всё Потому что есть Это вещи, супер которые ты быстро. можешь... Это очень быстро, да. Потому что ты ничего нового не строишь, ты просто переделываешь. Там ты структуру никакую не меняешь. Ты просто, что тебе нужно? Завести туда электрические печки, причем некоторые номера уже завели, на том видео видно, есть уже электрические печки. Маломальский ремонт сделать, ничего менять не нужно. Покрасил, побелил, какие-то стены снес, тем более это не несущие стены. Окей, вот будь я в Кыргызстане, я бы пришел с этим проектом в банк. Мне бы сказали, окей, 7 миллионов, вкладывай свои 30%, это 2,1 миллиона, да, остальное мы тебя кредитанем. Мгм. Процентная ставка там будет, ну, наверное, в районе 7% годовых. Вот, то есть за 2 года я там 14% заплачу банку. Это если я там возьму у них в районе 5 миллионов. Что у нас получится? 750 тысяч, 7 миллионов весь проект, 750 тысяч, меньше 8, за 9 продам. То есть, ну, наварюсь так нормально, практически там в районе 50% годовых, может Плюс-минус быть, можно вытащу. 100%. Если я вложил там условно свои 2 миллиона. Зачем вам тогда здесь собирать деньги? То есть, ну, я думаю, зарабатывая там 8 миллионов в год, наверное, прибыль там 1-2 миллиона аккумулируется, Мгм. взять кредит в банке, все это сделать, продать, никого не надо собирать. Ну, 2 вещи. Первое. Маленькие, вот, допустим, те объекты недвижимости, которые сейчас у меня есть, они так и куплены. Они все куплены за кэш, где-то доля, где-то все здание куплены за кэш. То есть я банк туда не обращался. А почему в банки не обращаешься? Это же вот для меня, для Зачем? владельца бизнеса, Мгм. да, единственное, что меня сюда манит, это дешевые деньги. Мгм. То есть они в каком-то большом количестве. Если у тебя трек-рекорд, тебе их просто вот условно дают. Это у нас в Кыргызстане 30%. По-моему, в Америке даже меньше. Нет, здесь, конечно, будет меньше. Здесь гораздо дешевле можно получить. Да, Конечно. то есть вот эти вот... В этом вся соль, да? Вот он, капитализм во всей красе. Мгм. Почему, сколько ты здесь, больше 10 лет находишься, и вот в эту тему, ну, грубо говоря, ты не заходишь, не берешь кредиты. Не, почему? Не про Это сфера не то, что я связана. не захожу, я в этой сфере есть. Просто мы когда говорим именно про это здание, там it doesn't make sense, потому что когда ты оперируешь такими ценами, такими суммами, мне или придется львиную долю своего состояния вложить туда и рискнуть, или я просто могу это сделать со своими друзьями, с какими-то инвесторами, нас здесь много, и в это вложиться. То есть есть ли у меня здания, которые в кредите? Of course, они есть. Есть те, которые выплачены. Это же от ситуации зависит. Есть Ну, квартира. то есть ты этим занимаешься. Да, мы этим занимаемся. Я говорю. Тогда что мы- расскажи, почем дают банки, на каких условиях? Сейчас Они нас не будут смотреть, последние- никто твой NDA не проверит, не бойся. Не Последние- называй банк. Последние годы крайне тяжело. Допустим, последняя сделка, которую мы сделали за 8 миллионов. Мы дали down payment 2 миллиона Что 400. такое down payment? Первоначальный взнос. Мгм. На здание коммерческое, которое стоит 8 миллионов долларов, мы дали первоначальный взнос 2 миллиона 400 кэш. Это 30%, Мгм. как в Кыргызстане. Мгм. И я думал, что вам тут говорят хотя бы 10, такого нет. Есть те, которые от ситуации к ситуации. Есть те, которые могут вообще без процентов давать. Если ты, допустим, покупаешь себе первый дом, ты можешь... Сколько объект? 3%? Подожди, 3%. мы сейчас, чтобы говорили, я говорю про down payment. Я тоже сам про это и говорю. То есть- 3% есть программы, где ты платишь первоначальный взнос 3%. Но это программы для тех людей, которые покупают впервые для себя, первый раз дом покупают. Ну Ты это какая-то купил, да. социальная Все, история. да, это- ушел. Потом следующие все твои зависят
от 10% и выше ты можешь давать. Но там же есть вопрос процентной ставки. Чем Чем меньше выше, ты даешь... тем меньше ставка будет. Да, именно. И если ты дал слишком маленький первоначальный взнос, то, естественно, у тебя слишком большой будет процент или гораздо выше будет. И когда ты берешь на 15, 20, 25 лет, тебе каждый полпроцента это встает в сотни тысяч долларов. Хорошо, Тимур, ты дал 30% Мгм. down payment, сколько тебе годовых влепили? 7.8. 7.8. Это дороже, чем у меня в Кыргызстане. Сейчас, за последние пару лет, это дороже. Если мы туда включим SBA, государственную программу, у нас будет 6.9. Но пока мы еще не получили одобрение долю перекрыть через государство, 7.8%. Я вот в коммерческом банке сейчас, по-моему, не могу говорить название, да, но там Мгм. 7%. Да. Мы брали, вот, допустим, я свои дома брал, себе дом, квартиру, у меня процентная ставка там 2.9, процентная ставка. Это когда был 2021 год, 2020 год. Сейчас ставка в 6-7, это новая норма. Конечно, она будет сейчас... Ты не забыл учитывать инфляцию, которая в этой стране сейчас идет. Инфляция была, по официальным данным, инфляция была 6%. То есть это последние 2 года, что здесь было. Я не хочу в политику идти, но была причина, вот скажем, машина. Сейчас на машины... Погоди, я 12%. Я расстроен. тебе просто примеры говорю. Не, ну слушай, это же Ну, часто тут меняется. прям- Это же не то, что аксиома больше меняться не будет. Ну, 2 года понятно, назад было это- так, сейчас снова инфляция будет падать, начнут рейты срезать и будет выравниваться. Но 7? сейчас в районе 7 7.8. это прям с учетом того, что ты человек, у которого хорошая история, там все такое, да? Там люди, у которых еще лучшая история была. И у них все равно... Это средняя цена сейчас. Это средняя. Кто-то, может, получил дешевле, я не говорю, что это невозможно, но мы покупаем и для себя здания, мы покупаем и здания для других, или участвуем в этих проектах. 7-8% это новая норма. Сейчас мы ждем, пока через 2-3 года, может, ставка чуть упадет, и мы рефинансируем на новую ставку. Допустим, я получил инвест-визу в Америку, да, пришел там вот с этим down payment, как думаешь, мне дадут 7%? Ноунейму. Практически никогда нет. Почему? Потому что им нужна предыдущая история твоего бизнеса здесь, работает ли этот бизнес и сможет ли им выплатить. Те золотые времена 2 года назад, когда направо-налево выдавали, это и было причиной, почему сейчас проценты такие дорогие и так строго стало. Понадавали всем, не вернули деньги, теперь стало строже. Потом опять сейчас расслабятся, понавыдают, то есть этот цикл никогда не меняется. Ну, то есть в теории возможно, но не сейчас, да? Возможно, но не сейчас. И очень сильно зависит, конечно же, от суммы и, конечно же, от направления, куда ты хочешь вложить. А тебя не тянет взять на down payment партнера, а потом использовать свою историю банковскую и взять кредит, и вообще зайти в проект без своих денег? Есть проекты, в которые мы заходили с деньгами, но с минимальными своими деньгами, и мы именно свои знакомства, свой опыт, свой экспириенс оценили в энную сумму, и мы, имея равную долю, мы вложили гораздо меньше. И такое тоже бывает. Но, опять же, не могу везде быть. И так уже везде. Прикольно. Это прикольно. Сколько у тебя недвижимости коммерческой? 5. Если говорим про США, 5. Если говорим про... Сколько квадратных метров? Еще где-то купил, кроме Америки? Ну, в Кыргызстане, конечно, много объектов есть. В Караколе, там на Искуле. Он с Бабуром в его... Как этот санаторий называется? Новый... Забыл, как он назывался. Где надувной спортивный зал? Да. Там коттедж взял, тоже еще в аренду сдаем в Караколе. На эти, то есть, много разных. Не, коттедж, квартиры, нет, коммерческие. Ну, а чем коттедж не коммерческий? Я же там не живу, это же только в сдаче. Причем я там могу жить только 20 дней в год. Коммерческая недвижимость в моем определении, в принципе, в целом так у real estate девелоперов, это не жилая недвижимость, это там гостиница, торговая, складские, что-то в этом роде. Если считать так, то только одна получается недвижимость. Но в нашем, опять же, даже здесь в real estate, commercial мы чаще говорим именно там, где ты не живешь, а который ты сдаешь. Сдаешь. Да, которую реально используешь для коммерческих целей. Ты зарабатываешь с этого. Окей. Но сколько тогда... Окей. Если такой коммерческий, то только одна получается. Это одна земля, которая сдается под паркинг и так далее. Только одна земля. А если говорить про все-таки жилые помещения, которые сдаются в аренду и которые приносят, и того получается в Америке, кроме той земли, то 4 будет. Это квартира. Сколько квадратных? Это вот в даунтауне квартира, в квадратах, я не знаю. Опять же, тяжело говорить по квадратам. Где-то двухкомнатная квартира, где-то трехкомнатная квартира, где-то двухкомнатный дом. Ну, я понял. И так далее. Вот один из домов, который последний мы взяли в офигенном районе, опять же, в Чикаго, он
Так, раз, два, три, четыре. Там 5 квартир в одном доме. То есть 3 квартиры в одном здании, и сзади еще здание есть, где 2 дома. Это все считается вроде бы жилое, но это коммерческое. Ты купил этот дом почем? Мы купили его за 425 тысяч долларов. А сколько вложил? На данный момент пока что вложили 400. Сверху. Да, сверху. Итого 820 Да. он обошелся. Мгм. И почем ты сдаешь эти квартиры? Пока еще не знаю, потому что там сейчас идет ремонт, который закончится, дай бог, к марту. В планах ты почем будешь В планах мы или будем его сдавать на Airbnb, rental и так далее, потому что локация классная, Мгм. краткосрок, или просто будем перепродавать его. делать? Если будешь сдавать, то Если будем сколько? по подсчету, наверное, я не знаю, с этих 5 квартир спокойно можно будет 8-10 чистыми делать в месяц. Вру, не чистыми, сдавать на 8-10, чтобы сейчас не закидали. 8-10 сдавать в месяц. Это получается меньше 10% годовых, да, возврат? Это за первый год. Здесь в чем прикол в недвижимости? Вот смотри, вот сейчас это здание мы купили, да? Купили, отремонтировали, скажем, мы сдали его. Мгм. Окей, это здание полностью принадлежит нам, после ремонта это здание будет оцениваться 1 200 000 плюс-минус. Мгм. Окей, через полгода, через 2 месяца, через 3 месяца мне выходит какая-то классная недвижимость, интересная, куда мне нужно вложить деньги. У меня есть 2 варианта. Я могу или из своего кармана вытащить деньги и положить down payment. Это деньги, за которые я уже заплатил налоги, которые я очистил. То есть, если я выложу 30 тысяч, Дорогие на самом деле деньги. на самом деле я выкладываю 50, потому что налоги отдал и так далее. Или я могу, используя свое здание как залог для банка, рефинансировать и взять свой equity и сказать: банк, мое здание стоит 1 200 000. Мне нужно 100 тысяч долларов. Вот тебе залог, который я никуда не собираюсь девать. Мгм. Дай мне 100 тысяч долларов, я эти деньги беру на первоначальный взнос в другое здание. Соответственно, что я смог сделать? То Я, есть ты взял кредит на down payment, чтобы взять Да. другой кредит. и вот именно вот так вот и строится вся империя портфолио, потому что один за другим они друг друга оплачивают, тебе не нужно из своего кармана оплаченные чистые деньги, потому что налогами не облагаются. Тот долг, который ты взял в банке, налоги, это не твой доход, это не облагается налогом. Тимур, ты вообще, у тебя какие-то железные нервы, значит. Ну, Я бы на валидоле жил бы. не. И я еще по сравнению с многими ребятами, которые рискуют в 10 раз больше меня, я еще, наоборот, среди своих еще считаюсь таким. Вот бизнес-клуб у нас есть, Sigma, кстати, Нурбек Айбашев тоже в нем, 15 бизнесменов, которые только вот в прошлом году я организовал его, и есть ребята, которые, обороты имеют в разы больше, чем у меня, и вот я смотрю на них, думаю, блин, ребят, я бы так не смог бы. То есть у меня свое направление, я в их направление не полез бы, я бы не смог бы на себя повесить 10-15 миллионов долгов по траке купить или здание, я не могу так. Если все, что есть, в любом случае, что бы это ни было, я выйду в плюсе. Так что меня это устраивает. Это дает спокойствие жить. И поэтому, наверное, я сейчас сижу и тоже думаю, что дальше. Кстати, может, после подкаста я хотел с тобой поговорить насчет Кыргызстана, потому что все больше мне интересен и сейчас рынок Центральной Азии. Благодаря Казахстану и Узбекистану мне очень интересен рынок. Слушай, судя по тем цифрам, которые ты здесь мне рассказываешь, у нас поинтереснее будет сейчас. Да, мне многие так говорят. У нас Многие сейчас можно говорят. лучше Да, заработать. 100%. Зачем на чужбине мучиться? Да. Можно и страну поднять, и из дома не уезжать. Не сколько мучиться. Зимой, конечно. Слава Вот богу. зимой, вот тут в Зимой в Чикаго мне... Таиланд. Не знаю насчет Таиланда, но мне в Чикаго что понравилось, вообще воздух супер чистый, Да. кайф. У нас там, конечно, вот Я- прям приземлишься, открою дверь самолета, и Сразу. ты прям сразу почувствуешь то, что ты прилетел в Кыргызстан. Но это только зимой. Вот поэтому в последнее время такие мысли и пошли. Не то, что сказал, зачем на чужбине мучиться. Нет, здесь не мучаемся, но ты правильно сказал. Хочется все равно домой, по-любому тянет. Дом — это дом. Второе, по цифрам, которые я сейчас слышу там, мне ребята говорят, Тима, ты здесь приедешь, можно, спокойно. Я такой, да? Я ничего себе, я Там уезжал столько из вариантов другой сейчас. страны. Сейчас очень много вариантов. Наверное, третье, это самая большая причина. Вот у меня сейчас 4 детей, 5-й на подходе, в марте, дай бог. И я прям в камеру смотрю, и у меня огромное желание есть, чтобы мои дети получили наше кыргызское воспитание. Прям от всей души этого хочу. И, скорее всего, в ближайшие годы тоже будем планировать, как сделать так, как все... А что для тебя симбиоз. кыргызское воспитание? Вот я тоже блин, отец 3 комплекс. детей. Комплекс большой. В смысле, это комплекс всего остального. К Что примеру, в 3 каких-то важных Окей, буллетах первое. объясни что... коротко. наверное, самое главное вокруг то, что все... Окей, ладно, слушай, за 3 тяжело будет объяснить, я никогда об этом не думал. Но первое, Давай своими хочется, словами. чтобы
ценности были другие. Не то, что в Америке ценности фиговые, но ценности здесь немножко... Ну, другие-то какие? Вот объясни. Окей, во-первых, хочется, чтобы мои дети выросли такими же, как и мы, уважая старших и ценя, наверное, такие семейные ценности, ну, такие ценности, как семья, не только материальное. В США слишком много уходит в сторону материального. То есть ты ценный человек, если ты зарабатываешь бабки, ты ценный, если у тебя есть деньги, ты ценный. Меня бы кто бы слушал бы, вот если я был бы тем же самым человеком, но без денег, кто бы меня слушал бы? Никто. И даже здесь получается так, что мне приходится, не то, что приходится, я могу иметь аудиторию только потому, что у меня есть маломальские деньги. Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы ценности были другие. В первую очередь, как ты относишься, я не знаю, к своей семье, к своим детям, к родственникам, к родителям, к обществу твоему. Здесь как-то все стали за последние годы, вот как-то каждый сам, вот все, я свой, меня не трогайте, я сам, мне пофиг, главное, я живу в своем доме, все хорошо. Мне это не нравится. И поэтому мы столько проектов и делаем. Вот То есть вот это очень много чего комьюнити, о котором мы говорили, которое должно было быть таким тесным, оно на самом деле потихонечку как бы... Не-не-не, я не говорю про наш комьюнити, я говорю в целом про жизнь иммигрантскую в такой стране, как США. Это не только наше Это про комьюнити. второе поколение ты уже говоришь, Да. так? Второе, третье. Может, это еще не мы, но вот как раз про второе, третье поколение. Я Мгм. хочу, чтобы мои дети все-таки, опять же, где нужно, получили, так скажем, по башке где-то получили похвалу. То есть мне реально хочется вот наши... Я не знаю, как это можно... Вот я пока не понял, тяжело. честно. Окей, смотри. Потому что мне так кажется, что ты прям что-то идеализируешь Кыргызстан, что там Наверно. все уважают старших, что там все прям такие семейные. Очень много современной молодежи, которая вообще не ходит по тоям, им старшие вообще не нужны, и у них точно такие же западные ценности благодаря тому же ТикТоку, Инстаграму. Ну, это их Там, проблема. У Ютубу меня и так такого нет. далее, Я да? Саша, у меня мое окружение все такое же осталось. Я не хочу спорить то, что в Казахстане лучше или хуже. Я говорю то, что побыв здесь 10 лет и добившись каких-то маломальских своих заслуг, мы теперь начинаем подумывать о другом. Вот я сейчас сижу и думаю, вот недавно я как раз рассказывал друзьям, я вспоминаю свое время со своим папой. Он рано у меня ушел из жизни, к сожалению, но я вот вспоминаю, когда мне было 5-6 лет, это сколько Мгм. вот сейчас моим средним детям, да, Мгм. сколько времени мы вместе проводили и какие были времена. Это не ностальгия, там в СССР было лучше, я там в 89-м родился, я СССР даже не видел. Я к Мгм. тому, что сейчас многие из нас, я это прям признаю, мы загнали себя, ладно, я про себя буду говорить, загнал в какую-то классную идею, что вроде бы классно живешь, но с другой стороны успокоения в душе очень мало, потому что Мало времени с детьми проводишь? мало времени с детьми. Это все, здесь не поработаешь 2-3 месяца. Это не как в Кыргызстане можно годами не работать, относительно, да. Здесь нужно постоянно это все поддерживать. Многие вещи, которые мы здесь купили, это все в ипотеку, в кредит, это все в рассрочку. И ты Обязательства. да, эти обязательства, у нас в компании 150 сотрудников. И каждое утро я засыпаю и каждую ночь ложусь спать с мнением о том, что У них Блин, тоже есть обязательства. вот именно, я про их семью думаю, про свою семью думаю. И в какой-то момент я себя ловлю на идее. Окей, живу, как я всю жизнь мечтал. Я очень счастливый человек, слава богу. Все хорошо получается, классно, но в чем-то такое ощущение, то, что чуть-чуть дьяволу душу продал. Знаешь, вот деньги, все хорошо есть, и как-то из-за того, что в таком колесе ты не тратишь время достаточно на те вещи, которые ты на самом деле... Когда я ехал в Америку, американская мечта, мне нужен был баланс. Поэтому Мгм. на менторстве, поэтому мне приложения в Инстаграме часто выставляю свои скриншоты по балансу. Мне очень нужно, чтобы баланс быть. И здесь этот баланс крайне тяжело держать. Именно из-за вот этого капитализма, из-за вот этого, из-за этого всего тяжеловато. А я в последнее время, слушай, я не старый, мне 36 лет всего лишь, но Совсем не старый. хочется, уже появилось желание, наверное, пожить несколько лет вот, дома, что ли, или чуть поменьше стран. Не означает то, что я хочу остановиться или что-то. Нет, я дальше в Кыргызстане кучу себе проектов найду. В Кыргызстане, в Узбекистане. Но все-таки что-то Сейчас очень хочется много. свое. Что-то хочется. В Узбекистане у меня партнеров огромное количество в Ташкенте. И я знаю то, что неважно, где ты находишься, можно много чего добиться. Пофиг, в Америке, в Кыргызстане. У меня больше такие ценности начали новые такие. Знаешь, после того, как я увидел здесь много чего плохого и хорошего, думаю, наверное, хочу домой съездить на пару лет. Может, в этом году, может, на следующий год. Но созрел съездить А домой. без тебя здесь все не рухнет? Не даст мне здесь собрать человек, и я крайне, я и редко вообще в офисе бываю. То есть все поставлено благодаря менеджерам, благодаря
хорошей системе, ну, я в основном на телефоне, конечно, но я крайне редко в офисе бываю. Подожди, что-то Поэтому несостыковки. Ты говоришь, что у тебя очень много работа занимает время. телефон, голова. Работа же это не когда ты сидишь за столом. Ты можешь за столом сидеть и не думать о работе. Но когда где бы я ни находился, вот у тебя же постоянно мысли, работа, обязательства, проекты, это надо было сделать, то надо сделать. Я больше про вот это говорю. Ну, Не это про никуда не физическое. исчезнет. Компания в Америке останутся, телефон ты явно с собой заберешь. Телефон я с собой заберу, но, может быть, мое понимание или мои какие-то хотелки чуть успокоятся. Потому что здесь я последние 2 года, мы, наверное, опять же, еще раз повторю, мы получше друг друга узнаем. Ни в коем случае не прибедняюсь. Я это все хотел, я с кайфом это все делаю. Но оглянулся, посмотрел, мои дети, оказывается, уже выросли прилично, уже какие-то новые замашки у них, уже какие-то новые сюрпризы. А мне жалко это время. Я думаю, блин, с одной стороны, вроде бы для них же все это делаешь, а с Мгм. другой стороны, они меня об этом не просили. Им кайф, когда я дома, им кайф, когда я кайфую вместе с ними. А тут с папой поехали куда-нибудь, он постоянно на телефоне, постоянно там, нервы. В Кыргызстане, может быть, будет точно так же, но я думаю, все равно стресса в Кыргызстане overall будет меньше. Не будет такой погони, как здесь. Здесь общество все равно диктует. We'll посмотрим. Это новые Ну, такие идеи. я тебе как бы расскажу, что там точно так же все. Однозначно. Мгм. Все зависит от того, насколько, вот как ты сказал, быстро шевелишь своей пятой точкой. Мгм. Оно как бы само под тебя ничего не течет. Точно так же надо работать, просто в другой атмосфере, с другими людьми, с другим менталитетом. А так, сбавишь обороты там, точно так же будешь мало зарабатывать. Плюс ты вообще готов к тому, что, уехав туда, все-таки здесь вот прям совсем изменится. Не, совсем если подушка, слава богу, подушка хватит на энное количество, но не, я не готов к тому, что она полностью пошла, но если честно, опять же, вот смотри, у меня сейчас такая дилемма. Я не то, что... Дилемму я прям твою прекрасно понял. Да. Ты больше 10 лет здесь проработал. Создал огромный багаж знаний, Мгм. компании, услуги, знакомства, знания, опыт. Ну, в общем, все это ради того, чтобы у детей все было хорошо. Но, вспоминая свое детство, ты понимаешь, что тебе было на самом деле хорошо там, в Кыргызстане, да. Но вернуться туда с детьми и понять, что вот это все сейчас как бы практически упадет, потому что ты много раз сегодня говорил, что ситуация меняется. Мгм. Ситуация меняется и в трекинге, и Так, с ключевой везде ставки. меняется. И вот ты вот вышел из обоймы, да, я там иногда на месяц, на 2 отлучаюсь тоже с бизнеса. Мгм. Я в Бишкеке-то там смотрю, что-то уже поменялось, да. Мгм. А уж здесь, в Америке, так это вообще колоссальное Ну, смотри, изменение. это же не может. дорога, это же не билет в один конец. Мы всегда можем обратно приехать, если что-то будет прям колоссально что-то меняться. Я тебе, наверное, больше про то говорю, что я призываю многих ребят, которые или едут сюда, или приехали сюда, немножко не забывать, как я в свое время, наверное, забыл, ради чего мы, в принципе, сюда приехали. И вот Ради это- чего? М? Ради чего? Как раз вот это ради этого баланса. Я просто призываю баланс держать. Я в какое-то время баланс свой немножко потерял. И учитывая, слушай, опять же, я провожу выходные только с семьей, вечером только с семьей. И этого мне до сих пор не хватает. Я хочу еще больше. В моем балансе, это мой баланс, для кого-то баланс может другом быть. В моем балансе я хочу иметь минимум 40% проведения сейчас времени с семьей, с детьми, пока они растут. Им станет 16, 17, 18 лет, там уже попроще будет. Ну, у меня есть первая подсказка тебе. Давай. Убери вот этих 3 товарищей. Как ты их называешь на английском? Кого? Кого? Менти, да? Менти, ну. Вот уже сколько времени освободится? Это, слушай, это на самом 5-6 часов окей, надо было, но это же в рабочее время это час в неделю. И еще раз, смотри, это же не делается ради денег. То есть я лучше, может, какой-то другой бизнес уберу, это не для денег делается. Потому что там это... Какие-то вещи ты получаешь в награду деньгами, какие-то вещи получаешь в награду подарками. Какие-то вещи я получаю в награду именно ощущение того, что это что-то сделал полезное для человека. Я вижу его рост, я вижу, что он добился, я вижу то, что я ему помог. Вот это для меня офигенная награда. И вот это, нет, я, может, реально уберу какой-то доход, и то я какие-то вещи даже срезаю. Но вот эти моменты, где я помогаю людям, и где я что-то полезное, доброе делаю, я никогда не уберу. Я тебя Нужно. прекрасно понимаю. Я также себя ощущаю, когда развиваю спорт в Кыргызстане. Ага. Ты же Я триатлонист. президент федерации, основатель федерации триатлона в Кыргызстане. И вот я там тоже себя чувствую классно. Ага. Я могу какой-то бизнес там условно закрыть или уменьшить,
но как бы вот развивать спорт, это на самом деле приносит удовольствие. Окей, я Точно. понял, что у тебя. И здесь то, что мы смогли сделать в нашей компании, я скажу про нашу диаспору кыргызскую в Чикаго, в Филадельфии в этом году, мы в прошлом году сделали очень хорошую работу. Меня вот это все подпитывает. Мы тратим колоссальные деньги на поддержку нашего, ну не только мы, многие компании тратят, но мы действительно тратим огромное количество энергии, времени и денег на поддержку нашего кыргызского населения здесь разными вещами. Это не просто кому-то дать благотворительность, это не просто кому-то там помочь открыть компанию. И все ивенты, которые мы делаем, и все социальные ивенты, мы действительно, я горд тем, что мы сделали за эти годы. И теперь хочется взять этот опыт, который был здесь, и может применить его, дома можно применить, в Бишкеке, в Алмате, в Ташкенте. Почему бы нет? Ну что, Тимур, тебе удачи. Спасибо. Мне было очень интересно. Я уверен, вам тоже. Если, даже не знаю как, приедешь к нам в Кыргызстан, welcome. Покажу, какие у нас ставки и условия. Уверен, что там можем где-то сработаться. И, кстати, я вот не знал, что у нас... Недавно, я помню, где я тебя видел. Самый сложный триатлон в мире, как он называется? Арк-то-арк. Арк-то-арк. Да, то, о чем я уже забыл, но спасибо, что напомнил. Да, прошлого года мы начали увлекаться триатлоном, айронменом здесь и так далее. И когда я увидел твое видео Арк-то-арк, и когда я увидел, что это на самом деле означает, можно я руку свою пожму? В шоке, это круто. Вот это вещь, наверное, которая... этого. Я потом, наверное, уже за книжками спрошу. Сейчас толстый, потому что полгода мне сказали, вообще надо это тело... Себя приходить. Да, чтобы восполнилось и хоть как-то само восстановилось. Вообще. Это не про здоровье. Это не про здоровье. Про какие-то амбиции. И свою выдержку, наверное. Круто. Что у нас? Спасибо большое. Удачи. Увидимся скоро там.